Доброе утро, коллеги. Просьба переименовать себя по фамилии, имя, отчеству, пожалуйста. Спасибо. Русский я не умею. Позвольте приветствовать вас. Оренбург на связи. Меня слышно, нет? Что, не нажали? Коллеги, слышно? Уважаемые коллеги, я вас приветствую. Оренбург вас приветствует. Спасибо. Уфа вас приветствует. Рады вас видеть. Надеемся, все у нас получится. Спасибо. Скоро начинаем, коллеги. Аида Васильевна, доброе утро. Доброе утро, доброе утро. Я рада, что вы такая бодренькая. Мы ждем вашего выступления. Спасибо. Главное по времени уложиться. Ну, как получится. Я постараюсь. Вроде прорепетировал 10. Аида Васильевна, мы вас готовы до бесконечности слушать в других форматах. Ага, в других форматах хорошо. Так и сделаем. Все общение отложим на живую. Вчера у нас были защиты, и выступал Раиль Мирваевич как оппонент. Он говорит, мне пишет, Аида, у меня 3 компьютера, я сначала в одно место, потом в другое, потом в третье. Так блестяще получилось. Но у меня одна, но пламенная страсть выступить у вас сегодня и не провалиться. Аида Васильевна, он вчера не скрывал, и все это, во всем этом признался на всю конференцию, на всю Башкирию. Но он это говорил с гордостью, что он сейчас такой цифровой педагог, что он в 3 зумах одновременно. Поэтому спасибо большое за такую возможность ему. Спасибо. Все дело в том, что была гибридная защита. Половина людей были онлайн, половина живьем. И вот те, которые онлайн, их было видно лучше, чем нас. Мы там какие-то скукоженные, много, мало, вот, а он выступил блестяще. Наверное, на подъеме, чем больше стресса, тем лучше люди работают. Это все. Верно, это верно. Временный микрофон, я Спасибо. буду здесь. Рады вас видеть. Уфа вас приветствует. Слышно нас, Исаак Давидович? Да, здравствуйте, коллеги. Все работает?
Да, спасибо. Мы вас хорошо видим. Ну, отлично. Тогда какое у нас расписание? Мы начинаем в 11, Исаак Давидович. По программе у вас выступление, если не ошибаюсь, второе. Второе. В 11 по Уфимскому. Понял. Ну да, по Уфимскому. Давидович, я приношу свои извинения, что я как-то нечаянно попала впереди вас. Я комплексую ужасно. Но, Ничего, пожалуйста, коллеги, не смущайте меня, строго, пожалуйста. я хотела сказать. Нет, все хорошо. Ладно, тогда, соответственно, через 10 минут подключаемся, да? Да, Исаак Давидович, ага. Доброе утро, коллеги. Если вы не выступаете и не задаете вопрос, просьба выключать микрофон. Спасибо. Здравствуйте, коллеги. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, можно ли мне будет во время выступления запустить презентацию? Петерсон Людмила Георгиевна. Доброе утро, да, конечно. Доброе утро. Людмила Георгиевна, пробуйте. Доброе утро. Как вот демонстрация экрана? То есть сейчас попробуйте. Наташа, Да. Пожалуйста, мне еще разочек расскажи, я алгоритм, чтобы восстановила. Вы открываете презентацию на рабочем столе. Это я записывала. Сейчас, минуточку. Вроде найду. Нет, это... найти честники. О. Нет, это не то. Где-то записывала. Давайте сейчас запишу на всякий случай. Так. Людмила Георгиевна, давайте я вам по телефону расскажу, чтобы мы коллег не отвлекали. Да, мы с вами потом потренируемся. Я на телефоне, Наташа. Угу. Давай. Уважаемые коллеги, а я могу спросить про свою презентацию? Она будет демонстрироваться не мной, правильно? Да. Должна буду говорить о том, что следующий слайд, хорошо? Да, конечно, хорошо. Все, спасибо. Там все стоит на месте, все освоено. Там иногда я буду говорить, пролистайте 4 слайда медленно. Вот презентацию смотрю. Хорошо, напомните вашу фамилию, пожалуйста. Кирьякова Аида Васильевна, первая. Все, там, спасибо, принято. На связь аксиологии и инноватики. Спасибо. Добро. Ольга Руховна на связи? Может, на нее переведем? Не слышит. Надо предупредить, что она 4-я, а не 3-я. Ольга Руховна. Да, уважаемые коллеги, я на связи. Ага. Добрый день. Ольга Руховна, вы 4-я выступаете, 3-я поменяли, 3-й
Вы 4-й, хорошо? Хорошо, хорошо, пожалуйста, конечно. Спасибо. Ага. Мгм. Спасибо. Кто запустил демонстрацию экрана, нажмите, пожалуйста, кнопку F5, чтобы на весь экран у вас презентация была. Может, успеем. Людмила Георгиевна, у вас презентация не на весь экран, а только узкое окошко. Людмила Георгиевна, скоро начало. Давайте я лучше запущу вашу презентацию, а вы будете говорить следующий слайд. Спасибо большое. Все, сейчас на весь экран у вас. Добрый день, уважаемые коллеги, участники пленарного заседания научно-практической конференции «Традиции и инновации в национальных системах образования». Сегодня онлайн-конференция проходит в рамках Национального педагогического форума, программа которого продолжается уже 3-й день. И в целом форум посвящен достаточно актуальным вопросам и духовного мира, проблемам цифровизации образования и тем современным тенденциям в системе образования, которые мы сегодня наблюдаем с вами. На пленарной дискуссии мы планируем с вами обсудить интеграцию идей традиционной инновационной педагогики в условиях трансформации педагогического образования с учетом современных тенденций. В работе нашего пленарного заседания принимают участие представители Академии наук Республики Башкортостан, Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, Института системно-деятельностной педагогики Москва,
Евразийский национальный университет имени Гумилева, Казахстан, Кракшетауского университета имени Абая Мырзахметова, Казахстан, Оренбургского государственного университета, Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Уважаемые коллеги, по регламенту мы планируем до 13 часов провести пленарное заседание. После обеда с 2 часов продолжится работа по 7 секциям. Что касается регламента, конкретно по докладам, до 10 минут выступления с докладами, дискуссии участников до 3 минут. Что касается возможности задать вопросы, у нас идет трансляция на YouTube-канале, в Zoom-формате, и можно задать вопросы. Мы предлагаем их задавать в чате. Для озвучивания вопросов будет помогать Зульхиза Исмагиловна Исламова, директор Института педагогики нашего университета. И, уважаемые коллеги, есть предложение для качественной трансляции нашего контента. Просьба микрофоны включать только докладчикам, остальные коллеги просьба микрофона выключить. Надеемся на плодотворную с вами работу. Итак, слово предоставляется для приветствия. Приветствие было записано министру образования Республики Башкортостан Хажину Айбулату Акиловичу. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники конференции. Я рад приветствовать всех участников Национального педагогического форума. Для нашей страны, которая ориентируется на динамичный и устойчивый путь развития, жизненно важно создать и сохранить баланс традиций и инноваций в образовании. Действительно, этот вопрос является ключевым для современного конкурентного общества. И не только в сфере науки и технологий, но и в рамках концепции непрерывного обучения на протяжении всей жизни. Независимо от того, является ли это обучение индивидуальным, реализуется ли в рамках школьной системы, либо в сфере непрерывного профессионального образования. Главной задачей, стоящей перед образованием, является повышение качества и доступности обучения, что есть необходимое условие развития человеческого потенциала. В последние годы в связи с реформой системы образования в нашей стране активно обсуждаются вопросы соотношения современных и традиционных форм образования. С одной стороны, необходимость и неизбежность их взаимосвязи в развитии педагогики ни у кого не вызывает сомнений. С другой стороны, сбалансированность этих социокультурных феноменов сдвигается то в одну, то в иную сторону. Несомненно, мы должны рассматривать эти явления как два полюса мира образования. Современному российскому образованию нужны грамотные, разносторонне подготовленные и компетентные специалисты. Специалисты, которые открыты новым достижениям, научным изысканиям, чутко реагирующие на необходимость совершенствования и развития базовой подготовки, а также заинтересованные в своем профессиональном росте. Я уверен, что конференция позволит найти возможности решения этих вопросов, которые стоят сейчас перед нами. Уважаемые коллеги, желаю вам успеха и плодотворной работы в рамках конференции. Слово предоставляется председателю Совета ректоров вузов Республики Башкортостан, ректору Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы Сагитову Салавату Талгатовичу. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Я рад вас приветствовать в рамках нашего Национального педагогического форума. Действительно, сегодня уже 4-й день на площадке Акмолинского университета идет обсуждение, на мой взгляд, очень серьезных вопросов, которые ставят перед нами время, вопросов, которые мы, работники системы образования и высшего, и среднего, должны решать в ближайшее время. Причем, хоть у нас вот их 3, так скажем, достаточно разноплановые конференции, но в целом могу сказать, что тональность выступлений и тематика примерно схожа, потому что на самом деле 2020 год, наверное, определил нам эту тематику, определила нам тематику эта пандемия. И я думаю, и сегодня во многом доклады участников конференции будут с
ну, как минимум, с оглядкой на те процессы, которые не в системе образования организовались, да, но коренным образом повлияли на нас, да, на систему образования и подготовки кадров в высшей школе. Я готов поспорить, по сути дела, с министром образования и науки Республики Башкортостан, который в своем приветствии как-то, на мой взгляд, немножко противопоставил традицию и инновации. Если можно, запустить экран. Я бы просил организаторов конференции. Получилось, да, коллеги? Пока нет, Слава Талгатович. Ну, продолжу говорить. Наши коллеги с технической стороны, наверное, подскажут, если что вдруг я должен здесь сделать. Вообще, еще раз хотел бы сказать о том, что на самом деле традиция и инновация – это, по сути дела, одно и то же. Есть на экране, да, появилось? Появился слайд, все. Все, хорошо, спасибо. Почему я так говорю? Я так говорю, потому что не бывает традиций, инноваций без традиций. Любая инновация, она строится, она на этой базе традиций. Любая инновация порождает новую традицию, и следующая традиция порождает новую инновацию. А если инновации, основанные на какой-либо традиции, не укрепляются, значит, значит, это не инновация, значит, это какое-то явление, которое оказалось чуждо традиционному поступательному развитию. Поэтому, на мой взгляд, традиции и инновации – это не противопоставление. Традиции и инновации – это единый организм, и надо сказать, что чем больше и чем глубже традиций, тем больше инноваций. Ну, например, коллеги, все мы с вами прекрасно знаем, что система обучения начиналась с единичной в давние времена, потом мы перешли на классовую систему, сейчас мы на массовое образование, сегодня мы все больше и больше говорим о необходимости и пытаемся это сделать об индивидуальных образовательных маршрутах. Еще раз говорю, все эти инновации в рамках тех традиций, которые были. Или, например, мы, когда говорим об обучении в нашей республике, в начале обучение местного населения было на башкирском языке, потом было на башкирском и чуть-чуть с элементами русского, потом преимущественно на русском, а сегодня мы говорим, что у нас преимущественно на русском, иногда с использованием родных языков, и еще мы добавляем сюда иностранные языки, например, английский. Это тоже традиции, инновации, следующий виток традиций на новом качественном уровне. Или если вначале мы понимаем, что образование было в структуре социального института религия на базе культовых учреждений, потом в этих культовых учреждениях начали преподавать некоторые светские, а не только богословские предметы, потом вычленилось оттуда все это и образовался новый социальный институт, независимо от религии. Образование – это все тоже традиции. И то же самое можно сказать про дистанционное образование. О нем говорили с какой-то боязнью, может, с придыханием, и вот оно наступило, да, потихонечку наступило, и сегодня это уже не инновация, хотя лет 10 назад все об этом действительно говорили как о инновационном методе, особенно в высшей школе. А сегодня это, по сути дела, еще раз говорю, 2020 год предопределил, что это вынужденная мера, и мы на этой вынужденной мере мы ей пользуемся. И хорошо, что она есть, потому что иначе у нас бы остановился вообще весь процесс обучения и в школе, и в высшей школе. Есть такая традиция, которая зиждется на законе об образовании, о том, что раз в 3 года наши коллеги, учителя школ должны проходить курсы повышения квалификации. И этой традиции, наверное, достаточно много лет. И в нашей республике, вот здесь на слайде отображено, ежегодно практически 17 тысяч человек обязано пройти. Причем это именно обязано, без того, надо этому человеку это или не надо, предписано законом. И я вот выше говорил, что иногда инновации
отмирают, да, не приживаются к этой системе, к этой традиции, значит, это было на самом деле вне рамках законов саморазвития вот этой системы. Но при этом, при всем, если традиционная форма существует долго, и в нее не носится никаких ни инноваций, то, на мой взгляд, эта система, она будет подвержена разложению, причем и изнутри, и в связи с воздействием внешней среды. Так вот, на мой взгляд, что касается повышения квалификации работников системы образования, мне кажется, эти традиции, они немножко даже уже закостенели, потому что, на мой взгляд, сегодня уже все видят те проблемы, которые есть в этой системе повышения квалификации, главное из которых, на мой взгляд, это отсутствие учета индивидуальных достижений непосредственно самих работников образования. Мы говорим о том, что мы стараемся для студентов это сделать, для школьников это сделать, что мы обязаны это делать. Мы с вами обязаны, уважаемые коллеги, приложить максимум усилий для реализации указа президента, и чтобы в 2030 году система образования Российской Федерации вошла в десятку мировой системы. Но еще раз, если мы будем традиционными методами только заниматься этим процессом, то я сомневаюсь, что мы сможем выполнить соответствующий указ президента в части касающейся. Поэтому, на мой взгляд, здесь необходимы, если не инновации, то хотя бы какие-то новации для того, чтобы мы действительно смогли не просто выполнить указ президента, а в реале повысить качество обучения в наших школах. Мы прекрасно знаем, что сегодня у нас в школах есть и количественный дефицит учителей, и качественный дефицит, и что зачастую оценку наших коллег производят сами же коллеги, оценку студентов производим мы сами. Нет, насколько она объективна, пока сказать, наверное, трудно. Но самое главное, о чем я уже не раз говорил, что на сегодняшний день у нас практически нет материалов для анализа, для того, чтобы мы смогли, система образования смогла преодолеть в первую очередь качественный дефицит. И если брать, вот, допустим, систему образования там, лет 5 или даже 3-4 года назад, то вот традиционный актор образовательного процесса – это наш университет в Республике Башкортостан, классический университет, Институт развития образования и непосредственно сами учреждения общего дополнительного образования. Но к этому прибавились, кроме структуры Российской академии образования, кроме Центра развития талантов, кроме Центра непрерывного повышения профмастерства, который за год-два очень активно начали сегодня работать в этой системе образования, учитываться мнение и родителей, и непосредственно самих педагогов, и зачастую даже дети высказывают свое мнение по тем или иным позициям. Поэтому сегодня расширился круг участников этого процесса, которые не просто принимают за данность и на исполнение кем-то определенной задачи, а которые сами решают и сами предлагают какие-то варианты к выходу из той или иной ситуации. И те пилотные проекты, которые мы проводили вместе с Министерством образования, вместе с правительством Республики Башкортостан, показали, как минимум 3 вещи, которые сегодня необходимы в традиционной нашей системе повышения квалификации. И если не менять, то, по крайней мере, там необходимо вносить какие-то изменения. Первое, мы на сегодняшний день говорим, что мы полностью, практически не пользуемся таким инструментом, как Big Data, да, хотя об этом все говорят, и ее применение у нас, оно крайне вообще, во-первых, актуально, возможно и необходимо. Нам необходимо создать эту единую электронную платформу, где бы были как личные кабинеты учителей, личные кабинеты студентов колледжей педагогических, университета нашего. Мы бы создали там, на этой платформе не просто личный кабинет, а можно было бы по портфолио, которое бы загружали туда учителя, оценивать и проводить аттестацию объективную, а не так, как сегодня это в школах происходит. То есть отражать дефициты, отражать компетенции этих учителей и студентов. Действительно, эта платформа, она могла бы во многом автоматизировать и помочь нам в решении многих вопросов, в первую очередь управленческого характера. Во-вторых, мы видим, что несмотря на то, что акторов у нас достаточно много, на сегодняшний день многое делается не в едином кулаке, многое делается обособленно.
Я, кстати, вот здесь прошу прощения, Алексей Софьянович, забыл указать Академию наук Республики Башкортостан, да, потому что действительно и вы лично, и Академия наук также принимает непосредственное участие в организации образовательного процесса. Так вот, нам сегодня действительно необходимо создание такого регионального центра, который бы объединил все наши усилия и который действительно дал бы больший эффект. Касаемо электронной платформы, понимание у нас такое методологическое есть, технологическое мы сейчас отрабатываем. Могу сказать больше, мы по эту платформу, эту идею продемонстрировали Министерству просвещения Республики Башкортостан. Буквально вот в начале этой недели, в понедельник, когда глава региона был у нас в университете, мы продемонстрировали ему, и одобрение получили со стороны министерства и со стороны региона, и очень мы надеемся, что на следующий год Башгоспедуниверситет совместно с Министерством образования и науки Республики Башкортостан эту платформу разработает. Эту платформу разработает, и вот вы видите, задача, которая здесь стоит, что в рамках, еще раз говорю, когда мы будем знать о каждом учителе, о каждом студенте, ну, достаточно досконально все, что касается его профессиональной деятельности, мы сможем определять индивидуальные образовательные маршруты именно для каждого учителя. И курсы повышения квалификации проводить не общие предметы, а конкретно направленные, что не хватает. Кому-то не хватает мягких навыков, кому-то не хватает, к сожалению, есть и предметной подготовки, и другое. Поэтому здесь мы считаем, что создание этой электронной платформы облегчит нам жизнь в части того, что мы будем знать четко, точно и бить в цель, что называется. Второе, я думаю, это тоже не так сложно на самом деле сделать, потому что договоренности уже есть. Нам нужно создать этот региональный центр, который бы координировал всю нашу работу. И действительно, многое то, что делается, допустим, в нашем университете, не учитывается в деятельности и Министерства образования и науки. Например, некоторые учителя проходят у нас курсы, учатся в магистратуре. Это никак не отражается у них в портфолио, так скажем, да, то есть это как курс повышения квалификации не засчитывается. Хотя, наверное, это, ну, мягко говоря, не очень правильно. Ну и самое такое главное, что требует, на мой взгляд, изменения вот в этой традиционной системе повышения квалификации наших педагогических работников, это внедрение системы образовательных кредитов. Я поясню, что это такое. Еще раз, вот мы, спасибо коллегам из нашего университета, из других университетов, очень часто, когда проводятся совещания разного рода с учителями, с педагогическим сообществом, перед большим совещанием проводятся мастер-классы, проводятся семинарские занятия, которые, опять же таки, не идут практически никогда в зачет. И получается, что несмотря на то, что с тем или иным педагогом или с теми или иными учителями школ на протяжении 1-2 дней работают профессионалы и достаточно много нового дают, нигде это не отражается. На мой взгляд, вот здесь необходимо, почему необходим один центр, чтобы был единый календарь мероприятий, куда бы мы включили всех акторов образовательного процесса, и там бы мы определили, сколько стоит в образовательных кредитах то или иное мероприятие. И тогда наш учитель в течение года, который, или вот, например, августовские совещания, которые проходят в районах, туда тоже выезжают наши коллеги из классического университета, и наш профессорско-преподавательский корпус выезжает и проводит с учителями разнообразного рода мастер-классы. Так вот, это, еще раз говорю, в сухом остатке учителей ничего нет. То есть, вот как курсы повышения квалификации, это зачастую не засчитывается. И, на мой взгляд, вот необходимо разработать эту систему образовательных кредитов, чтобы мы, посмотрев на нашем электронной платформе, увидев те профдефициты, могли сказать, вот этому учителю достаточно условно набрать там 50 часов в рамках семинаров и других мероприятий. Ему не надо приходить ни в ИРО, ни в педуниверситет, никуда и так далее. Этому желательно пройти курсы повышения квалификации условно по дистанционному образованию или по проектному управлению. А некоторым надо бы пройти более серьезно, чем 36-часовую переподготовку. Да? По повышению квалификации нужно пройти переподготовку. Поэтому, еще раз говорю, здесь мы сможем сэкономить средства и финансовые, и временные, и еще раз обеспечить определенную объективность. Ибо сегодня
многие усилия, которые прилагаются, и наша работа, которую мы ведем не с базовыми пока школами, а со школами, с партнерами, она опять-таки не берется в учет. Вот на этой картинке отображено примерный путь, который должен проделать учитель, да, то есть он зарегистрироваться на портале, создать личный кабинет, которому мы потом продиагностируем. Методология у нас имеется. И будет сформирована карта профдефицитов, на основе которой вот еще раз определится, куда, чему и должен обучиться тот или иной учитель. Ему будет выдаваться электронный сертификат, и будет проведена диагностика на выходе. Если диагностика прошел, показывает, что он прошел, есть улучшение, значит, он аттестован. Да, нет, пожалуйста, корректировка образовательного маршрута, и еще по новой надо будет пройти. Это что касается учителя. Но у студента примерно то же самое, причем мы можем сказать, что для нашего университета вот внедрение электронной платформы, в первую очередь, оно крайне необходимо. Мы сегодня, никогда работодатель полностью не бывает доволен выпускниками вузов. Это уже такой факт, который очень тяжело, наверное, отрицать. И зачастую недоволен университет, когда выражает недовольство работодатель, и наоборот. Поэтому, опять-таки, проведя такую диагностику учителей, мы, во-первых, смогли бы увидеть, что не хватает массово, что не хватает этим учителям. Значит, мы должны уже будем внести определенные изменения в учебные планы при подготовке специалистов в нашем университете. То же самое касаемо студентов. Да, мы ежегодно, если будем их исследовать, обследовать, мы сможем по итогам этих данных диагностики понять, что именно конкретно требуется в корректировке наших АПОПов, где мы должны усилить, а где, может, наоборот, мы даем излишне там теоретизированный материал, может, наоборот, не хватает теории или методики и так далее, и так далее. То есть, еще раз, вот эта система, вот эта платформа, она позволит, на мой взгляд, привнести определенные изменения. Мы по времени, во-первых, выиграем, и мы выиграем по затрачиваемым финансовым средствам, потому что одно дело, когда мы здесь уже в университете сможем менять и, условно, тому же Институту развития образования не придется обучать или переобучать тем или иным каким-то навыкам. Другое дело, если мы не будем это учитывать, и тогда действительно будет тратиться и время, и средства бюджета республики на тому, чему мы могли бы обучить здесь. В результате, еще раз, что самое главное мы смогли бы получить? Во-первых, на мой взгляд, еще то, что я говорил в самом начале своего выступления, мы не сможем, на мой взгляд, достичь вхождения России в десятки ведущих стран мира по качеству общего образования, если мы будем идти сугубо традиционным путем. Вот здесь, опять-таки, еще раз убежден, нужны инновации для того, чтобы мы сформировали вот эту систему выявления тех профдефицитов, которые есть у учителей, тех, которые есть у студентов. Ну и самое главное, мы бы смогли подойти, опять-таки, это уже веление или веяние времени, когда индивидуальный подход необходим во всем. Да, мы сегодня с вами заказываем чуть ли не одежду, обувь или еду по интернету, исходя из своих предпочтений. К образованию пока это трудно применяемо, да, и поэтому здесь мы просто обязаны это делать. Кстати, я вот вчера говорил об этом уже на конференции, посвященной дистанционному образованию. Из городов-миллионников только 3 города-миллионника, у которых образовательные предложения превышают спрос на дистанционном формате. Мы в эту тройку не входим. Там Омск, там Москва, там Казань. А у нас в Уфе практически в 2 раза превышение спроса над предложением. Это говорит о том, что и нам, и школам, и вообще всем, кто завязан на педагогическом направлении, еще предстоит большая работа по корректировке дистанционного образования, потому что зачастую то, что мы называем, это за уши, можно сказать, притянуто, поэтому здесь нам необходима большая работа. И вот мы в тесном контакте по поводу образовательных кредитов сегодня находимся с Министерством просвещения, с нашим учредителем. И я думаю, поручения определенные мы давали, и я думаю, этот проект мы все-таки доведем, по крайней мере, до цельного, и в течение января-февраля
посмотрим и подскажем нашим коллегам из Министерства просвещения, какие законодательные акты нужно внести изменения, и будем просить для нашей республики, по крайней мере, чтобы это был пилотный проект на федеральном уровне по образовательным кредитам. Еще раз, я убежден, что это поможет нам убыстрить те процессы, которые, к сожалению, по инерции где-то двигаются, и самое главное, еще раз, сэкономить и в нужное русло направить те средства финансовые для того, чтобы действительно повысить качество образования учителей. Я еще раз хотел бы поблагодарить всех участников сегодняшней конференции. Надеюсь, что действительно сегодня будут высказаны определенные хорошие, интересные идеи, но с чего начал, тем, наверное, закончу. Мое глубокое мнение, что традиции и инновации – это один большой живой организм, и нельзя говорить, что традиционное хорошо, а инновационное плохо, и наоборот, нельзя говорить, что инновации хорошо, а традиции плохо. Нет. Но это все друг от друга зависит. Но при этом, при всем, еще раз, не будет инноваций в той системе, где нет хороших, серьезных традиций. У нас традиции в образовании есть как в университете, так и в целом по республике, так и в целом по стране. Поэтому я убежден, что совместными усилиями мы сможем привнести определенные инновации в нашу систему подготовки кадров для системы образования. Большое спасибо, уважаемые коллеги. Рахмат. Спасибо, Салават Талгатович. Уважаемые коллеги, как отметил ректор, на самом деле наша задача и практиков, исследователей, работников вуза обеспечить вот такую успешную интеграцию традиционного инновационного подхода в системе образования. И, конечно, мы понимаем, что без системы ценностей, которые существуют в современном обществе, в системе образования, это невозможно делать. Поэтому с большим удовольствием слово для доклада предоставляется заведующей кафедрой общей профессиональной педагогики Оренбургского государственного университета профессору Киряковой Аиде Васильевне. Тема доклада – взаимосвязь аксиологии и инноватики в образовательных системах. Уважаемые коллеги, позвольте приветствовать вас от имени Оренбургского государственного университета, приветствовать на столь высоком собрании, на таком грандиозном педагогическом национальном форуме, где 4 дня обсуждаются актуальные проблемы образования. Мы все понимаем, что образование дает определенный код культуры, определенную матрицу, которая позволяет нам развиваться дальше. Я хотела бы сказать о том, что уже Салават Талгатович сказал самое главное, и мне, в общем, остается только говорить в унисон тому, что было сказано сейчас. Вот о взаимосвязи традиций и инноваций, аксиологии и инноватики. И, в принципе, учитывая спрессованность времени, я бы могла сказать, что все мое сообщение, весь мой доклад укладывается в один только тезис, что любая система может развиваться, сохраняться только тогда, когда сохраняется баланс старого и нового, традиционного и инновационного. Тогда идет продуктивное развитие. Если очень много инноваций, появляется хаос. Если слишком много традиционного, идет стагнация. Но давайте обратимся к некоторой конкретизации этого тезиса. И сколько успею, столько успею. Пожалуйста, следующие слайды. И еще один. Я хотела бы обратить ваше внимание на слова Элвина Тофлера, который говорит об устремленности образования в будущее и говорит о том, что машины будут все быстрее выполнять рутинные задания, а люди решать интеллектуальные и творческие задачи. Вот сейчас глобальные тенденции развития нашего общества уже привели нас к новой объективной реальности, к тому цифровому миру, который теперь заставляет нас говорить о том, что происходит цифровая трансформация образования. А это значит, следующий слайд, пожалуйста. А это значит новые цели образования, новые средства обучения, новые стандарты, новые технологии, новые требования. Следующий слайд, пожалуйста. И для того, чтобы мы могли убедиться в том, как пробивают себе путь инновации, я думаю, можем обратиться
Болонскому процессу и к ключевым компетенциям современного специалиста, которые были заданы Советом Европы. И тогда новое слово «компетенция», никто не думал, что она разрастется до такой степени. Сначала было полное отторжение самого Болонского процесса, вузы не хотели, не стремились к тому, чтобы перестраивать образование так радикально. И не очень хотели понимать, что такое компетенции, на кое они нужны, говорить о том, что есть индикаторы, европейские индикаторы. А теперь мы все привыкли, есть стандарт 3+, есть стандарт 3++. То есть в любом случае Болонский процесс как системная европейская инновация прошла все 8 фаз адаптации, и сейчас это реальность, уже никакая не инновация, это уже обычный наш процесс. Следующий слайд, пожалуйста. Таким образом, инновация – это конечный результат творческого труда, и это направлено на совершенствование существующей практики, это и есть порождение принципиально новой практики. Следующий, пожалуйста, слайд. Мы научились управлять инновационной деятельностью. Мы ставим стратегические цели, мы разрабатываем стратегии, мы делаем анализ возможностей наших организаций, совершаем диагноз реально сложившейся ситуации. Мы грамотно иногда выстраиваем прогноз будущего состояния. Мы создаем инновационный профиль. И вот мне сейчас очень понравилось выступление уважаемого ректора Башкирского педагогического университета о том, что их инновационный портфель инноватики очень богатый. И вот это стремление скоординировать и создать единую электронную платформу, это фактически вот иллюстрация того, о чем мы еще очень мало говорим, блокчейн-образование, когда все соединяется в одном пучке, и когда мы можем узнать, какой уровень образования получен человеком, включается все его портфолио туда, и тогда нет необходимости каждый раз доказывать, какие у тебя заслуги, и это все идет очень естественно. Я думаю, что это потрясающий проект, который стоит принимать. И, наконец, мы понимаем, что под всякой инновацией идет совершенствование организационной деятельности, организационных структур. Следующий слайд, пожалуйста. Уважаемые коллеги, я попыталась в этом слайде сконцентрировать наши будущие проблемы. Вот это взаимодействие человека и интеллекта, искусственного, разрабатываемого, только начинающегося проявляться. Но это очень обозримое наше с вами будущее. Спасибо. Следующий слайд. Причем тут аксиология? Что мы можем взять из этого взаимодействия аксиологии и инноватики? Думаю, уже Сократ сказал о том, что не все, что происходит в жизни, ценно и полезно. Очень часто есть две стороны одной медали. И в каждой ситуации, даже в очень отрицательной, ну, например, такой, как наша пандемия, обязательно может проявиться нечто позитивное, ну, такое, как наша информационная грамотность, которая повысилась даже у преподавателей 65+. Следующий слайд, пожалуйста. Оценка инноваций с позиции аксиологии предполагает увидеть общественную значимость инноваций, полезность, реализуемость, методическую разработанность, возможность освоения. Следующий слайд. Аксиология есть достаточно яркая, новая ветвь на философском древе древнем, и аксиология вооружает нас определенными инструментами и философскими, и педагогическими для анализа реальной действительности. В данном случае я привожу потрясающие слова Владимира Николаевича Сагатовского, академика Сагатовского, который обозначил, что есть ценности. Ценности есть матрица любой культуры. И вот с этих слов, с этого тезиса мне хотелось бы обратиться к следующему слайду, пожалуйста. Вы узнали этого человека, это Герт Хофстеде, и в данном случае я хотела бы опереться на его модель. Пожалуйста, следующий слайд. И я не буду читать текст, но хочу сказать, что вот
то, что он увидел, что в модели ценностей культуры и нации целого народа, и в культуре отдельного человека существует шелуха, поверхностный слой, наносной, ценностные отношения к чуждым идеалам, моде, стилю общения и так далее. Но сердцевину системы ценностей в мире и народа составляют определенные базисные сакральные ценности. И вот опираясь на сакральные ценности, мы можем анализировать и инновации, и современную свою действительность. Именно ценности в этой модели определены как стержень нашей жизнедеятельности. Следующий, пожалуйста. Ну, я хочу сказать, что эта модель Хавстеда, она целиком подходит к названию нашей конференции, потому что мы делаем анализ образовательных систем в ракурсе национальных систем. И здесь нельзя не вспомнить гениального Ушинского, который говорит, нельзя переносить всю практику целиком, может быть перенесена идея. Я бы перефразировала и суть этой идеи ценности, центр этой идеи, ядро этой всякой идеи ценности. Я хотела бы сказать о том, что мы не можем не ориентироваться на объективные изменения, которые происходят в мире. Мне удалось побыть на 8-м Всемирном конгрессе в Эмиратах в 2018 году, где тезисом для большого симпозиума, для конгресса были очень яркие и очень короткие слова. В лозунге, в бренде этого конгресса было написано: если сменилась музыка, должны смениться и танцы. Вот если меняется мир, то, конечно, интенсивно должны изменяться и образовательные практики, образование в целом. Вот я опираюсь в данном случае не на свой слайд, а этот слайд представляет член КОР Российской академии образования Кондаков Александр Михайлович в своих лекциях, и он как бы акцентирует новый термин, который появился в нашей сегодняшней в новом тезаусе педагогики – экосистема. Ну и, конечно, меня привлекло то, что он определяет функции ценностей в этой инновационной экосистеме 21 века. Ценности позволят нам ответить на вопрос «зачем?». Они запускают процесс. Тогда, когда мотивируют людей присвоить эти ценности, увидеть их как ориентир нашей деятельности. Спасибо. Следующий слайд, пожалуйста. И Александр Михайлович дает приложение к этой экосистеме, утверждая, что есть классификация ценностей образования 21 века уже, и здесь есть инициативность, готовность к инновациям, сотрудничество, креативность, критическое мышление, все то, что уже проросло в наших стандартах. Следующий слайд, пожалуйста. Я хотела бы сейчас обратить внимание на то, что, конечно, наша конференция как бы развернута в два варианта: к личности и к общей среде, в которой мы живем. И мне представляется, что сегодня Моисей Соломонович Кааган снабжает нас вот таким хорошим ориентиром. Он говорит о том, по существу все многообразие предметов человеческой деятельности, общественных отношений, включенных в их круг природных явлений, может выступать в качестве ценностей, как объектов ценностного отношения человека, и может оцениваться в плане добра и зла, истины и неистины, красоты и безобразия, допустимого и запретного, справедливого и несправедливого. И далее. Все многообразие отношений человека к миру есть аксиосфера. Вот мне кажется, аксиосфера, она как бы цементирует наше понимание, что есть культура, и что есть культура, в которой в сердце культуры помещена та матрица, которая дает передаваемый из поколения в поколение код культуры. Следующий слайд, пожалуйста.
Я понимаю, что время очень ограничено, и мне бы хотелось сейчас не расплываться очень широко по многим инновациям. Вот сейчас в чате был задан вопрос, а какие же инновации вы видите? Отвечая уже на этот вопрос, я бы назвать хотела всего 3 примера, всего 3 инновационных момента, связанных с наукой, с педагогической наукой. И как бы вот эта перспективность этих 3 направлений, мне кажется, очень многое могут сказать. Вот смотрите, аксиосфера, вот и эта фраза, эта цитата, которая была приведена от Кагана, она прозвучала в 70-х годах, но вот сейчас она может обретать совершенно новый оттенок инновационный, если мы говорим аксиосфера интернета. И вот уже есть докторское исследование Южаниновой Екатерины Рафаэловны, это мой 10-й докторант, защитилась диссертация в 2015 году, 19 мая, такая пионерская. И Екатерина Рафаэловна дает серьезный анализ, что есть интернет в контексте нашей жизнедеятельности, в данном случае ценностное самоопределение студента в интернете. Она дает определение, что аксиосфера интернета является педагогически значимым пространством самовыражения, самореализации молодежи, а синтез ценностей традиционной и виртуальной культуры дает нам импульс к обретению студентов смыслов жизни. Следующий слайд, пожалуйста. Я хотела бы обратить наше внимание на вторую линию. Это вот то, о чем мы сегодня очень-очень много говорим. Мы говорим, что интернет – это сети, и что наша жизнь, и люди, которые уже из поколения Z, из поколения старшего, мы все равно присутствуем в сети, постоянно работая и развлекаясь там. Так вот, профессор Ахаян из Санкт-Петербургского университета, Герценовского института, будучи по базовому образованию электронщиком, перешел в педагогику и создал докторскую диссертацию по теме «Виртуальный педагогический вуз» давно, в 2000 году. Он ведет электронные журналы «Миссия», понимая, что он также популярен, как и бумажные наши издания. Но в последние 2 года он интенсивно занимается разработкой проблемы, что такое сетевая личность. И что воспитывать сетевую личность, учить ее надо по-другому. Пожалуйста, следующий слайд. Не комментируя подробно, я бы хотела сказать, что вот Андрей Андреевич Ахаян провел в 2019 году первую международную практическую конференцию «Образовательная динамика сетевой личности». Время не позволяет долго останавливаться на этом, но меня очень привлекает его высокий философский посыл, который он придает развитию сетевой личности. Он обозначает такое явление, как инфоноосфера, как часть ноосферы Вернадского. Есть этакий блок, это прослойка ноосферу, которую можно назвать инфоноосферой, информационная оболочка Земли, информационная оболочка, в которой мы уже сейчас живем. Можно много дискутировать на это, принимать, не принимать эту позицию, но это яркая инновация сегодняшнего дня, и она стоит как проблема, как учить новую личность, сетевую личность. Пожалуйста, следующий. И третье, я бы хотела обратить внимание на необходимость формирования креативного класса России. Вы все узнали этого человека, который говорит о том, что креативность – создание связи между вещами. Креативность – человек, способный связать частички своего опыта и синтезировать новое. Формирование креативности есть ключевая задача системы образования. Пожалуйста. Я не могла удержаться и не представить вам человека, недавно ушедшего в мир иной, сэр Кен Роберсон, доктор философии, преподаватель университета Великобритании, человек, которому королева дала этот титул сэр, который в очень концентрированном виде представил ролик, который за 1 год посмотрело 50 миллионов человек. Пожалуйста, это скриншот этого ролика на следующем слайде. Сэр Кен Робинсон. Говоря о новом взгляде на систему образования, он выделил категорию креативности, критикуя
традиционную систему образования, ту, которая была заявлена и создана в старых экономических реалиях, говорит о том, что необходимо сейчас, и о том, о чем тоже мы все начинаем понимать. Индивидуализация, персонализация процесса образования. Следующий слайд. Мы, вдохновленные идеями Робинсона, вот второй мой 11-й диссертант Мороз Виктория Викторовна провела исследование креативности, но мы не удержались и соединили два слова – аксиология креативности, и получили абсолютно новый инновационный разворот, соединяющий традиционные системы обучения и то, как сделать так, чтобы каждый студент мог развернуться уже на первом, втором, третьем, четвертом курсе. Спасибо. Следующий слайд. Таким образом, взаимосвязь аксиологии и инноватики – это действительно баланс старого и нового, который создает базис развития образовательных систем, цементируя их и определяя их продуктивность. Уважаемые коллеги, я, наверное, перебираю время, поэтому я прошу моего ассистента, гения компьютеров, перелистать 21, 22, 23, 24 слайд, и после 25-го сделать маленькое приложение того, что сделано в нашем университете, на моей кафедре, на моей лаборатории относительно предметной реализации инноватики. Пролистайте, пожалуйста. Но меня волнуют последние два слайда. Я должна остановиться, могу остановиться, но не смогла остановиться. Поэтому, если можно, продемонстрируйте хвостик. Вот это просто как маркер. Следующий слайд. Ну и здесь традиции народа, пронизывая национальную культуру, создают тот необходимый каркас, тот стержень, который удерживает всю систему в состоянии целостности и прогрессивного развития. Это важные слова, мне не нравятся, и хочу вам их подарить. Но последние два слайда, пожалуйста, еще. Вот, это то, что грядет. И еще то, что нельзя забывать, пожалуйста. Я всем желаю, чтобы вот это удовольствие, которое получает эта девочка в компьютерном цифровом мире от традиционных нашего богатства книжного, пусть останется и в наших душах, и в нашей деятельности. Благодарю за внимание. Все. Спасибо, Аида Васильевна, за интересный доклад. И спасибо за то, что в процессе выступления вы ответили практически на все вопросы. Вопросы были, и, по-моему, коллеги удовлетворены. Спасибо большое. Двигаемся дальше. Спасибо. Слово для доклада предоставляется научному руководителю Института образования Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, доктору педагогических наук, дважды лауреату премии правительства Российской Федерации в области образования, заслуженному учителю Российской Федерации Фрумину Исааку Давидовичу. Тема доклада «Перспективы образовательных исследований». Пожалуйста, Исаак Давидович. Большое спасибо. А можно я коллег попрошу, что я сам буду демонстрировать экран, потому что я немножко скорректировал, вот слушая вступительные доклады и выступления Салавата Талгатовича, и даже сейчас, когда слушал Аиду Васильевну, чуть-чуть поправил. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить коллег за интересное приглашение. Как-то мне больше приходится в последнее время общаться с социологами, экономистами, и поэтому, когда Евгений Валерьевич Соболев позвал меня здесь поучаствовать, то я с большим интересом откликнулся, и у вас очень интересная программа. Я бы хотел очень коротко остановиться на вопросе о том, что же такое сегодня образовательное исследование, как мы по-новому, если угодно, видим его. И для нашего института это особенно важно, потому что мы, собственно, не готовим педагогов в бакалавриате, у нас только магистратура, аспирантура,
уже больше полусотни аспирантов. И для нас вопрос, что исследуют люди в образовании, является исключительно важным. В принципе, мы опираемся на очень простую, не нами придуманную конструкцию. Когда мы говорим, что на образование можно смотреть из трех углов. Можно наблюдать и описывать, можно понимать, что происходит после того, как ты описал, и создавать теории, которые потом позволяют трансформировать образование. И здесь, вот как сказала Аида Васильевна, у нее есть один тезис, у меня есть один тезис. Конечно, педагогическая наука – это наука инженерная прежде всего. Это наука о том, как улучшать образование. Но сегодня не может быть инженерной науки, инженерной практики без понимания самого меняющегося объекта. И в этом смысле мой основной тезис состоит в том, что нам надо немножко поменять баланс. У нас сегодня в сфере образования очень много всякого рода разработок, таких мелких улучшений. Они, конечно, очень важны, но подлинные инновации базируются на очень глубоком понимании самого, еще раз повторяю, объекта, который довольно существенно изменился. Вот мой учитель Георгий Петрович Щедровицкий в работе «Педагогика и логика» довольно определенно это отметил. Он сказал, что традиционная социология и психология, и педагогика, я бы сказал, они развивались в определенном противопоставлении объективных методов анализа и вот такого внутреннего наблюдения изнутри. Исследователь в естественных науках предполагает, что он работает со структурами, которые от него не зависят. Он их может найти и описать, а потом построить теорию, а потом построить практику. А инженер изначально относится к своему объекту как к искусственному, им творимому и создаваемому. И поэтому, собственно, этот тезис, который он сказал еще в конце 60-х годов, наша инженерная наука не должна быть только инженерной, и поэтому нам необходимо, в том числе и в педагогических университетах, развивать исследования того, что происходит просто в жизни, просто на самом деле. Вот когда сейчас была пандемия, я скажу откровенно, наш институт просто остановил все текущие работы, и мы стали заниматься исследовательскими проектами по сбору эмпирических данных относительно того, что происходит сейчас. И это мы называем разведывательными или дескриптивными исследованиями. Когда мы просто пытаемся разобраться, что представляет из себя объект, как он устроен, как меняется, каковы взаимосвязи. Мы можем выйти на классификации, но пока на этом этапе мы не можем говорить даже о каких-то теориях и так далее. Вот мы, например, во время пандемии увидели, что школа переместилась в семью. И я слышу с разных сторон кучу всевозможных суждений относительно вреда дистанционного образования и так далее. И все это делается абсолютно без эмпирической основательности, без эмпирической базы, без аккуратно собранных данных. И поэтому нам кажется, что все-таки, если мы хотим, чтобы педагогическая практика была научной, у нас обязательно должен быть вот этот этап, о котором прекрасно сказал Чарльз Дарвин, который, замечу, был великим теоретиком, он создал одну из самых сильных теорий. Но вот в своем предисловии книжки «Происхождение видов» он говорит, что я когда путешествовал в качестве натуралиста, обратите внимание, то я поражен был некоторыми фактами. Обратите внимание, опять же, слово «поражен», «удивлен». И дальше он говорит, что надо терпеливо собирать и обдумывать факты, а потом только делать существенные выводы. Или если мы посмотрим на
на нашего великого соотечественника Дмитрия Ивановича Менделеева, то ведь периодический закон сам по себе теорией не является. Это результат того, что Дарвин называл сбор и обдумывание фактов. И вот, к сожалению, этого сбора и обдумывания фактов нам не хватает. Возможно, поэтому вот на следующем слайде есть обложка одной из моих любимых книг «Охотники за микробами», о том, как развивалась наука о вирусах, микробах, бактериях, о пробах, об удивлениях. И, возможно, потому что вот наши коллеги в этих науках больше потратили сил на то, чтобы изучать объект таким, каким он является, они добились, прямо скажем, более впечатляющих успехов. Мы это видим сейчас, например, по созданию вакцины от коронавируса. Я могу привести пару примеров наших собственных исследований, выполненных вот в таком как бы наблюдательном характере. И должен сказать откровенно, что одна из статей, которая была подготовлена на основании этого исследования и которая была с успехом потом опубликована в одном из ведущих мировых журналов, одним из наших традиционных журналов была отклонена, потому что там было недостаточно теорий. А что сделали мои коллеги? Они просто изучили огромный массив данных социальных сетей и очень строго показали, что родители, когда они пишут о детях в социальных сетях, чаще упоминают о мальчиках, чем о девочках. Понимаете, это просто факт. Но они его установили. Так же, как Галилей, который посмотрел на Луну в телескоп, обнаружил пятна на Луне. Но сам этот факт, он позволяет нам удивиться и задуматься, и обдумывать, что с этим делать дальше. Или другой, тоже на основе социальных сетей, другая работа Ивана Смирнова и Екатерины Поливановой, которые изучали сообщества в сети, обнаружили, что интересы подростков очень сильно дифференцированы. И сети не связывают подростков, а их разделяют. Вот сами по себе эти факты, как нам представляется, заслуживают серьезного изучения. Так вот, если идти дальше, то когда мы собрали эти факты, тогда мы можем строить теории. А не придумывать теории из теории, не играть со словами. За последние годы мы опубликовали несколько работ по этой части. Ну вот, одна из них тут переводная. Это замечательно одна из моих любимых книжек Филиппа Джексона «Жизнь в классе». Человек, который год, профессор Чикагского университета, просидел в одном и том же классе на всех занятиях. И он, как Дарвин, собирал и обдумывал факты и предложил очень интересную теорию. Или мы вот сейчас сделали книжку «Необычные школы. Разнообразие и неравенство». Мы взяли 30 школ, в которых были и видеозаписи уроков, и анализ результатов ЕГЭ, и анализ международных исследований. И обнаружили очень простой факт, что в 9 классе, например, учителя говорят: окей, эти дети дальше учиться не смогут. Они фактически, вся работа в 9 классе сводится к сортировке школьников. Понимаете, еще раз повторяю, мы не выстроили теории пока по этому поводу. Вот в этой книжке она делается такая попытка. Но исходным был факт. И только после этого, коллеги, возникают, с нашей точки зрения, экспериментальные практические исследования, то, что мы называем разработки. К сожалению, завершая, я должен сказать уже, я сказал, что наша традиция очень сильно связана вот с этой идеей быстрого улучшения. Возможно, это связано с тем, вот с марксистской такой традицией. Маркс в тезисе о Фейербахе говорил: философы до сих пор объясняли мир, задача в том, чтобы его изменить. И потом появилась вот такая фраза, прямо откровенно простая, Михаила Ивановича Калинина: воспитание, воздействие на психику воспитуемого с целью придать ему качество, желаемое воспитателем. Но на чем ты основываешься, когда ты это делаешь? И следующий очень важный вопрос: и как ты докажешь, что это получилось? И вот мой последний тезис, он, собственно, состоит в том, что важнейшей частью современной педагогической науки является не только тот цикл, о котором я сказал, но и экспериментальная проверка эффективности разработок.
в нашей отечественной традиции у нас практически очень мало строгих современных экспериментов, выполненных на больших выборках. Вот, например, мы недавно для компании Яндекс делали работу по оценке эффективности использования Яндекса учебника. Мы делали это вместе с партнерами из Стэнфордского университета, и когда мы сказали, ну, мы возьмем 2 класса контрольных, 2 экспериментальных, они сказали, мы с вами не будем работать, потому что это ненадежно. И нам пришлось собрать более 300 школ, 6 тысяч школьников, 3 тысячи в контрольной, 3 тысячи в экспериментальной, чтобы надежно проверить эти данные. Таким образом, коллеги, мы, конечно, все работаем на улучшение жизни, на улучшение образования, но перед этим обязательно у нас должны быть этапы наблюдения, удивления, понимания и объяснения. Спасибо за внимание. Спасибо, Исаак Давидович. Очень интересный доклад. Для нас он еще ценен с практической точки зрения, потому что мы действительно сейчас понимаем, что вот описанный вами подход очень ценен сейчас, поскольку мы не сможем выстроить вот эту платформу по профдефицитам, по дефицитам личностного развития, если такие исследования будем проводить. Поэтому мы надеемся, Исаак Давидович, что наш университет сможет принять участие, быть полезным вашему институту в республике, и надеемся, мы сможем наладить взаимодействие. У нас поступили вопросы. Зульфия Исмагиловна, пожалуйста, озвучьте. Спасибо. Исаак Давидович, вы, как всегда, задаете высокую планку развития вузов в науке, и Габидуллина Светлана, как и все мы, интересуется вопросом, какие исследования в сфере образования на сегодняшний день приобретают особую актуальность? Ну, это сложный вопрос. Мы каждый год в институте просматриваем наиболее цитируемые публикации последних лет. И это как раз, знаете, я к этому отношусь как натуралист. Вот о чем люди пишут. Давайте посмотрим. Я бы сказал, что важнейшей темой сегодня становится благополучие детей. И мы видим огромный пласт работ по этому поводу. Во время пандемии мы увидели очень большой интерес, безусловно, очевидная история, к освоению дистанционных технологий и к анализу их эффекта, потому что нас всех пугает то, что дети просиживают много перед компьютерами, хотя мы забываем, что мы просиживали в свое время перед телевизорами. И вот вопрос об этих эффектах, он очень важен. И очень интересная тема, как мне кажется, пока не нашедшая достаточного массового описания или исследований, это самостоятельность. Самостоятельность студентов вузов, самостоятельность школьников. Вот сейчас в условиях пандемии это тоже очень остро проявилось. Вот, пожалуй, 3 таких фокуса исследований. Спасибо, Исаак Давидович. Огромное. Двигаемся дальше. Слово для доклада предоставляется президенту Академии наук Республики Башкортостан, член-корреспонденту Российской академии образования, доктору педагогических наук Гаязову Альфису Суфияновичу. Тема доклада – экспорт образовательных услуг как активизирующий вузовскую подготовку процесс. Пожалуйста. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Я всех рад приветствовать. Давно, по-моему, мы не встречались, и я думаю, что вот эта площадка, которая организована в Башкирском государственном педагогическом университете, она станет очень интересной и для всех нас, Я особо приветствую Аиду Васильевну. 100 лет мы тоже с ней не встречались, и это выдающийся исследователь, очень интересный исследователь многих вопросов, не только аксиологии, и вы, наверное, сегодня уже заметили по ее выступлению. Аида Васильевна, успехов вам. Дорогие друзья, заявленная мной тема, она не такая уж новая. Всем нам известно, что экспорт образовательных услуг, в принципе, это тот материал и та тема, которая всех сегодня волнует. Но мое выступление сегодняшнее, оно было несколько актуализировано тем, что наша республика Башкортостан буквально на днях выиграла большой, сложный и очень серьезный конкурс. И на основе этого конкурса мы стали одним из лидеров
В России, я скажу, в этом году всего-навсего 5 образовательных учреждений, вернее, даже регионов стали победителями в этом конкурсе. Мы стали основателями, создателями очень интересного научно-образовательного центра мирового уровня, евразийского. И поэтому вот этот вопрос экспорта образовательных услуг, вопрос развития сотрудничества на новом этапе стали очень для всех нас актуальны. Всегда традиционно экспорт образовательных услуг воспринимается как очень серьезное и интересное направление вот организации такого сотрудничества. И, в принципе, мы знаем о том, что экспорт образовательных услуг – это не только экспорт каких-то образовательных ценностей, это прежде всего экспорт каких-то новых мировоззренческих, вплоть даже до идеологических установок. Не зря вот довольно часто собираются у нас выпускники МГУ из других стран, и, собственно говоря, среди этих выпускников имеются те люди, которые принимают или уже являются участниками процесса принятия решений в развитии страны. Поэтому, естественно, идеологические установки они должны быть. Кстати, когда принимали национальный проект образования, как раз одним из направлений вот этого проекта тоже стало то, что мы сегодня говорим об экспорте образовательных услуг. Еще раз я хотел бы сказать о том, что для нас, для всех вузов, которые несколько отдалены от центров, этот вопрос является актуальным еще и потому, что в свое время, если вы помните, когда оценивали эффективность вузов, был очень такой важный пункт, и по этому пункту, естественно, проигрывали те вузы, которые находились в отдалении. И, собственно говоря, вот эта принципиальная оценка вузов с точки зрения признаваемости образовательных документов со стороны других вузов, особенно иностранных вузов, это сегодня остается очень важной оценкой вуза и, естественно, признание авторитета вуза, образовательных программ, которые возникают, это всегда было и будет, и поэтому мы должны очень тщательно продумывать и обдумывать вот эти вопросы. Что уже сделано и чем мы можем похвалиться сегодня на уровне страны, на уровне государства? Прежде всего, мы должны говорить о том, что вот такое международное сотрудничество, оно законодательно оформлено сегодня, и в принципе никаких преград, которые мешали бы к организации всего этого, у нас сегодня нет. Во-первых, имеется у нас в России единая политика стратегии выхода России на мировой образовательный рынок. Мы очень много над этим думаем и долго критиковали, и, собственно говоря, значит, были не только критика, но и конструктивные предложения были. Как раз они все учтены, сегодня вот эта стратегия существует. Сегодня ведется, я бы сказал, координация в вопросе сервисного обеспечения международных связей, что приводит к активизации, прежде всего, информационного обеспечения. Здесь мы тоже не новы, и, собственно говоря, здесь мы тоже многое сделали. Далее я хотел бы сказать о том, что сегодня сформирована система подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов международных служб вузов. Это очень важно, и, собственно говоря, если мы не обогащаем свой опыт тем, что сегодня существует в мире и в других вузах, этого будет совсем мало для того, чтобы решить какие-то вопросы. Но самое главное, я хотел бы остановиться на том, что сегодня существует концепция, которая лежит в основе экспорта образовательных услуг. И эта концепция сегодня включает ряд признанных идей. Эти идеи сегодня скрупулезно собраны на опыте всех вузов, и которые, эти идеи, конечно же, они сегодня являются не только признанными, но еще практикоориентированными. Первая идея заключается в том, что сегодня концепция учитывает или, вернее, ориентируется на учет интересов государства и самого российского образования. Вот эти интересы проявляются в наращивании таких услуг, как подготовка кадров для других стран, что открывает дорогу к новым рынкам. Это очень серьезный вопрос.
И, собственно говоря, еще один такой момент – это обмен опытом, который стимулирует совместный поиск новых технологий и инвестиций. Вот как раз создав вот этот научно-образовательный центр, мы сегодня задумываемся над тем, чтобы скооперироваться, чтобы каким-то образом выходить на новые рынки и искать и находить совместные какие-то элементы, которые открывают путь к новым технологиям. Вторая идея, которая подчеркивается в этой концепции, она заключена в том, что на утверждение того, что основной целью государственной политики в сфере подготовки национальных кадров для зарубежных стран является прежде всего реализация геополитических и социально-экономических интересов России. Я думаю, что на этом вопросе можно не останавливаться, она очень серьезная, заявка, эта заявка очень серьезная, и в принципе мы понимаем, что без этого ничего в мире и не делается. Ну, собственно говоря, есть еще третья составляющая, я бы ее назвал политической составляющей. Одним из приоритетных направлений работы вот такой концепции является подготовка интеллектуальной элиты зарубежных государств. Ну, я не буду называть, и они известны. И вот когда мы принимали направленность нашего национального вот этого центра мирового уровня, научно-образовательного центра мирового уровня, как раз мы и подумали о том, что Республика Башкортостан находится как раз на острие вот, на границе Европы и Азии. И, собственно говоря, значит, если мы возьмем евразийский контекст своих вот этих действий, это будет правильно. И, в принципе, сегодня наша республика имеет очень богатый опыт сотрудничества со всеми этими странами. Ну, вы знаете, буквально лет 5 назад у нас состоялось очень большое совещание стран-участников ШОС, и как раз мы здесь много было сказано и о научных и образовательных связях, с одной стороны. С другой стороны, я хотел бы сказать о том, что на сегодняшний день все наши вузы имеют очень серьезные связи со странами ближнего зарубежья и, конечно, с другими странами. Ну, я бы остановился прежде всего на опыте, например, нашего Башкирского медицинского университета. Здесь самое большое количество студентов обучается из стран именно этого направления, евразийского направления, из Индии и других стран. Опыт нашего университета Башкирского государственного классического, где прекрасные связи с Китаем и с другими странами, ну и нефтяной университет как раз в своей области очень плодотворные связи имеет. То есть в данном случае мы не только занимаемся пропагандой ценностей российской государственности, и, естественно, мы вывозим тот капитал, которым сегодня богаты, и чем мы можем сегодня похвалиться и поделиться с другими странами и вузами. Что нужно было сделать для того, чтобы вот создать вот эту действенную модель, которую мы продолжаем совершенствовать, для того, чтобы эта модель работала именно в направлении создания элементов или ориентиров сотрудничества с другими странами и с другими вузами. Прежде всего, для нас очень важный момент – это создание нормальных, безопасных условий работы, безопасных условий для обучения, работы и проживания иностранных граждан. В рамках вот этого образовательного центра у нас предполагается создание и строительство целого студенческого кампуса. Это будет мирового уровня, мирового такого порядка кампус, который будет иметь все необходимое для того, чтобы привлекать студентов. Я думаю, что без решения вот этого вопроса, к сожалению, привлечь студентов все время сложнее будет, и поэтому, естественно, мы должны решиться на такой, на создание такого кампуса. Это реально. Сегодня уже многие документы, связанные с созданием кампуса у нас решены, и мы надеемся где-то в течение нескольких лет получить этот кампус. Далее. Что касается определения направлений работы со странами, я уже говорил, значит, сегодня мы уже нашли такое направление, и, в принципе, мы будем заниматься.
Ну, естественно, значит, самый сложный вопрос – это создание экспортоориентированных образовательных программ. Коллеги, вот в этом вопросе мы должны, наверное, тоже кооперироваться с другими вузами. Без этого у нас ничего не получится, потому что сегодня нам нужны очень емкие, важные образовательные программы, которые будут интересны другим, в том числе интересны нашим иностранным партнерам. Далее я хотел бы остановиться на том, что сегодня мы отстаем в таком рекламном обеспечении своей деятельности. Это касается всех вузов, не только, допустим, в нашем случае, наших вузов. Дело в том, что рекламная деятельность, она должна быть агрессивной, и если мы вот эту агрессию в хорошем смысле этого слова не обеспечим, то, в принципе, знания о том, что есть такие вузы, и они интересны, они будут скудны, и поэтому, естественно, мы должны работать вот и в этом направлении. Ну и, конечно же, не можем учесть еще одну вещь, это образовательная программа, она должна быть диверсифицированной, и мы должны учитывать отдельные какие-то элементы, которые сегодня интересуют вузы других стран. Я не хотел бы перебрать время, хотел бы остановиться на этом, но, уважаемые коллеги, я приглашаю вас всех к сотрудничеству. Дело в том, что научно-образовательный центр – это такое подвижное образование, оно всегда будет меняться в своих границах, оно будет всегда учитывать интересы многих участников. Это не только образование, бизнес, это не только какие-то отдельно взятые личности, это тот целый комплекс, который будет работать не только на регион, на очень широкие просторы всей нашей страны. Поэтому я думаю, что мы продолжим такую работу, и я с удовольствием вас приглашаю к сотрудничеству в этом направлении. Спасибо за внимание. Спасибо, Альфис Суфьянович. Есть вопрос? Пожалуйста, Жулия Исмагиловна. Альфис Суфьянович, ваш доклад, как, собственно, и все ваши выступления, всегда вызывает живые интересы и вопросы. Позвольте озвучить один из них. Какими качествами должен обладать преподаватель вуза, обеспечивающий экспорт образовательных услуг? Ну, я не буду останавливаться на степени подготовленности этого преподавателя, это само собой разумеется, но мировой опыт показывает, что образовательные услуги, образовательные ценности надо довести на том языке, на котором это очень важно. Поэтому, к сожалению, значит, традиционная система подготовки преподавателей в нашей стране, она не всегда это учитывала, и поэтому у нас среди нас мало людей, которые могли бы свободно на английском или на каком-то языке вести преподавание. Вот поэтому я думаю, что первое, вот это очень важное практическое качество, это знание языка и хотя бы попытаться довести вот эти ценности и элементы знания на том языке, на котором необходимо. Все прошли аспирантуру, и все мы понимаем, каким образом готовили аспирантов в свое время из иностранных государств. Буквально за один год они, сносно или не сносно, тот вопрос, да, значит, они начинали говорить на русском языке. Вот поэтому мы должны обязательно над этим подумать, и, естественно, значит, вот когда, вот дай бог, в ближайшее время аспирантская подготовка, содержание аспирантской подготовки будет изменено, мы должны учесть вот этот факт и буквально во благо заставлять наших аспирантов учить иностранные языки. Что касается другой части, я просто не хочу их заострять, вот, например, то, что профессионализм и так далее. Спасибо, Альфис Суфьянович. Уважаемые коллеги, прежде чем двигаться дальше, у нас свыше 200 участников нашей конференции, нашего пленарного заседания, 36 Zoom-платформе, остальные все на YouTube-канале. Уважаемые коллеги, просьба соблюдать регламент, мы немножко перебираем, выходим за пределы. Очень интересные доклады, но все-таки до 10 минут. Ваша презентация, вот здесь и Аида Васильевна просит, мы обязательно участникам и выступающим разошлем и сможем детально ознакомиться. Слово для выступления предоставляется ведущему специалисту в области сопровождения поддержки педагогов в инклюзивном образовательном пространстве, заведующий кафедрой специальной педагогики и психологии Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, кандидату психологических наук Ворошниной Ольге Руховне
Тема доклада «Сопровождение и поддержка педагогов в инклюзивном образовательном пространстве». Пожалуйста, Ольга Руховна. Спасибо, Алмаз Флюрович. Добрый день, уважаемые коллеги. Я очень признательна за возможность участвовать в этом просто потрясающем, действительно других слов у меня нет, очень глубоком мероприятии. Я поздравляю вас, поздравляю всех участников и приветствую вас от лица партнера давнего Башкирского государственного педагогического университета, Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. И, конечно, я сегодня тоже очень постараюсь говорить в контексте сочетания традиций и инноваций. Как раз буду, наверное, говорить в контексте ретроинноваций, да, то есть как одного из видов инноваций, которые сегодня тоже имеют право на жизнь и тоже достаточно серьезно востребованы. Но думается, что на самом деле проблема инклюзивного образования сегодня вообще затрагивает, да, интересует нас, да, педагогов, интересует обучающихся на всех уровнях абсолютно образования. И я буду говорить ближе к тем проектам, да, имею честь предоставить те проекты, которые реализуются у нас в Пермском крае в очень тесном сотрудничестве Министерства образования и науки Пермского края и кафедры специальной педагогики и психологии нашего университета. На самом деле, по статистике, у нас чуть-чуть более половины детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются именно в условиях инклюзии. И понятно, что меняющееся сегодня законодательство в этой области, оно требует, да, от нас создания специальных условий. Конечно, кадровая обеспеченность – это одно из ключевых условий специальных, о которых мы сегодня говорим, и которые мы обязаны создать для обучения таких детей. Так вот, у нас в Пермском крае был реализован проект по научно-методическому сопровождению. Это не самый последний проект, я о последних тоже буду говорить. Он был реализован при поддержке как раз нашего краевого Министерства образования и науки. И вот в контексте данного проекта мы провели анкетирование педагогов для того, чтобы выявить их основные потребности. Да, и вот я как раз показываю, выборка у нас была, не самая, конечно, большая, но это было как раз 100 человек, так получилось. Значит, и вот, собственно, ожидаемая, да, первая потребность – это потребность в информации. Здесь как будто бы никаких для нас сложностей не возникает. Все те, кто работают в системе подготовки кадров, да, по направлению специальное дефектологическое образование, инклюзивное образование, значит, мы все это хорошо понимаем. Но оказывается, это не самая выраженная потребность, которая возникает у наших педагогов. Далее тоже, в общем-то, ожидаемый такой вариант – это потребность, которая связана с освоением и коррекционных технологий, да, и очень мощно развивающегося сегодня направления в области педагогических исследований – это инклюзивные технологии обучения. Но более всего нас действительно, это вот как раз к вопросу, да, о котором говорил Саак Давидович, о том, насколько важно быть доказательными, да, в своих утверждениях. Это потребность поддержки профессионального сообщества, которую испытывают наши педагоги, оказывающиеся в условиях инклюзивного образования. Повторюсь, чуть более половины детей с ограниченными возможностями здоровья сегодня учатся именно в инклюзивных классах. Так вот, когда мы говорим вот об этой проблеме, конечно, нам стало очень важно все-таки понять, а что же педагоги понимают под поддержкой. И мы были на самом деле несколько удивлены, когда, да, обсуждая с ними результаты вот этого исследования, мы услышали такой момент, такую фразу от наших уважаемых педагогов. Они сказали: нам не надо рассказывать про этих детей, мы можем почитать, мы можем задать вопросы сами. Вы придите, пожалуйста, к нам и покажите, и скажите, главное, нам, да, правильно мы работаем
с детьми или неправильно мы работаем с детьми. То есть нам нужна поддержка, нам нужно, скажем так, ваше внимание, да, и обратная связь о том, все ли мы делаем правильно, вообще работаем мы правильно ли с этими ребятами. Вот. И вы знаете, когда мы стали анализировать вот эту проблему, мы тоже пришли к такому выводу, что те педагоги, которые оказываются в условиях инклюзивного образования, они, в общем, действительно впервые сталкиваются с детьми с ОВЗ, они впервые сталкиваются вот с условиями, да, такого комбинированного класса, или это группа детского сада, да, это нет принципиальной разницы. И по сути, да, они становятся теми же самыми молодыми специалистами, так, одну секунду, и начинают зачастую испытывать те же трудности, которые испытывают и начинающие педагоги, которые действительно могут не знать каких-то особенностей, да, детей, не владеть технологией и так далее, быть не очень уверенной в своем потенциале. И таким образом, в общем-то, группа, скажем так, молодых специалистов была нами сформирована. Кто это? Это выпускники учреждений, это те, кто был стажистом, но пришел работать, да, и начал работать в условиях изменившихся, в условиях инклюзии. И, собственно говоря, те, кто перешел непосредственно в школы компенсирующей направленности, и те, кто, значит, поменял достаточно круто, да, достаточно резко условия своей профессиональной деятельности. Ну и, собственно говоря, вот все эти, да, вкупе обозначенные причины привели нас, собственно говоря, к решению разобраться в том, а что же такое поддержка. Конечно, мы обратились и к разного рода исследованиям, и в том числе к исследованиям классическим. Я буду сокращаться, потом буду говорить немножко быстрее. То есть поддержка как содействие, да, поддержка как в значении выразить согласие, одобрить, да, содействовать, не дать прекратиться и так далее. Но, конечно, самый классический вариант представлен в трудах Газмана, да, Олега Семеновича, о том, что поддержка понимается как система педагогической деятельности, которая раскрывает личностный потенциал человека, и она действительно может включать в себя и помощь учителям, и, конечно же, помощь обучающимся, и помощь родителям, да, в преодолении самых разнообразных социальных, психологических, личностных, образовательных трудностей и так далее. Так вот, на самом деле, опять-таки, анализ исследований показал, что, по мнению большинства авторов, собственно, суть педагогической поддержки состоит в том, чтобы оказать помощь человеку в преодолении тех внешних барьеров, да, которые он самостоятельно преодолеть, к сожалению, не сможет. При этом в качестве внешних барьеров может выступать и некий внешний дефицит. То есть это дефицит ресурсов, ну, тех же кадровых, тех же знаниевых, например, отсутствие нормативной базы, да, и других, простите, внешних ресурсов, которые не позволяют в полной мере, да, создать полноценные условия для детей с ограниченными возможностями здоровья, но и, соответственно, для реализации в полной мере идей профессиональной деятельности, да, тех требований к профессиональной деятельности, которые всегда имеются в любой профессиональной деятельности, в деятельности учителя в частности. Но во всех случаях мы говорим о том, что внешний барьер, да, он является относительно, он является вторичным относительно внутренней неготовности, да, наших уважаемых педагогов, внутренняя неготовность к тому, чтобы самостоятельно преодолеть этот барьер. Вот такая внутренняя неготовность, да, она и определяется как образовательный дефицит того, того педагога, который нуждается в образовательной поддержке. Вот. Мы предполагаем, что когда вот этот внутренний образовательный дефицит будет восполнен, да, у человека, также он сможет самостоятельно и преодолевать те самые внешние препятствия, которых, согласитесь, сейчас предостаточно.
Так вот, мы считаем, что при наличии таких явно выявленных, да, образовательных дефицитов на самом деле может быть недостаточно только педагогической поддержки, и на самом деле должны появляться более весомые инструменты помощи, и в логике наших, скажем так, рассуждений речь должна пойти, конечно же, о наставничестве. И таким образом, да, мы полагаем, что наставничество, вот это та самая ретро-инновация, которую мы все прекрасно знаем, очень много лет, она включает в себя, с одной стороны, да, то есть сущность деятельности наставника будет состоять в чем? В том, что она, безусловно, будет включать в себя и педагогическую поддержку, но и устранение внутренних образовательных дефицитов тех, кого мы сопровождаем, то есть создание условий для формирования готовности к самостоятельному, да, преодолению различных социальных, образовательных, профессиональных проблем и так далее. Таким образом, конечным результатом деятельности наставничества, да, становится действительно появление самостоятельности у сопровождаемого для того, чтобы иметь возможность решать те или иные проблемы, преодолевать те или иные барьеры, да, управлять процессами собственного роста, адаптации и так далее. О потребности расширения практик очень много говорится в последнее время, и в частности мы понимаем, что практик наставничества, да, практик сопровождения, мы говорим о том, что 2018 год Агентством стратегических инициатив проводится первый Всероссийский форум «Наставник», тоже возрождаемая практика. И, собственно говоря, вот это такой пусковой был механизм, да, для того, чтобы дальше эти идеи напитывались и получили свое развитие. Более того, существует, да, такая позиция сегодня современная достаточно, что наставничество рассматривается как один из механизмов реализации национального проекта образования, ну и, соответственно, он представлен вот в перечисленных федеральных проектах. Я, коллеги, правда, понимаю, что я очень должна торопиться, я тороплюсь. Значит, хочу обратить внимание, вы сможете сами обратиться к этим документам. Сегодня у нас существует и методология «Целевая модель наставничества», и методические рекомендации по реализации данной модели. Я уже не останавливаюсь на ее характеристике. И хотела бы говорить два слова буквально о тех вот новых достаточно наших современных, да, последних буквально проектах, которые мы реализуем в контексте сопровождения молодых специалистов в Пермском крае. Совсем недавно у нас прошел конкурс лучших практик сопровождения. Вот буквально завтра у нас будут подводиться итоги. Вот, хотела бы обратить внимание, что имеется у нас вот такой интересный открытый информационный ресурс. В нем отражена деятельность рабочей группы по сопровождению введения стандартов в ГосУВЗ и в ГосУО, простите, я сокращаюсь, и приглашаю всех посетить этот сайт, потому что там представлено очень много разного плана интересных материалов. Вот в частности представлена информация о конкурсе лучших практик по сопровождению молодых специалистов. Вот, собственно, эти практики, видеоролики, с которыми вы можете познакомиться. Ну и, конечно, я очень признательна за саму возможность принять участие сегодня в вашем замечательном мероприятии и очень рада, благодарю вас, спасибо. Да, нужно ответить на вопросы. Угу. Ольга Руховна, вы сами их прочитаете, да, или... Нет, можно озвучить как удобно. Хорошо, Ольга Руховна, во-первых, спасибо за интересный доклад и особенно за практические рекомендации, которые в нем содержались. Действительно, с Пермским педагогическим университетом, так уж я буду говорить, нас связывает давние вот, партнерские отношения, и мы надеемся, что мы их обязательно будем продолжать и в такой сфере, как инклюзивное образование. По вопросу, Зульфида Исмаиловна, пожалуйста. Ольга Руховна, безусловно, эти проблемы актуальны и для нас, особенно в части кадрового обеспечения. Поэтому вопрос, точнее просьба. Каким образом в вашем вузе решается проблема кадрового обеспечения в рамках основных и дополнительных образовательных программ? Угу.
Да, благодарю вас, уважаемые коллеги, за интерес. У нас реализуется направление подготовки специальное дефектологическое образование. В рамках него реализуется 4 профиля, извините. Профиль альгофренопедагогика, логопедия, дошкольная дефектология. И вот с этого года у нас такой комбинированный профиль специальная педагогика и психология. Готовим специалистов для работы как раз с детьми, в том числе в условиях инклюзии. Реализуется также ряд магистерских программ, образование и сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное образование, дошкольная логопедия и еще программа по альтернативным коммуникациям, интересная программа. Относительно программ дополнительного образования, но вот, к сожалению, сейчас мы не можем реализовать программы профессиональной переподготовки, потому что понимаем все, что проект профессионального стандарта учителя-дефектолога, который нам позволит это делать, он пока еще в разработке, он пока не принят. Действующие сегодня нормативы, в частности, единый квалификационный справочник, он, к сожалению, исключает возможность переподготовки, да, только высшее дефектологическое образование. Но у нас ежегодно реализуется более 20 программ, ну так, это очень скромно, около 23-25 программ дополнительного образования, повышения квалификации, как раз-таки в области работы с обучающимися с ОВЗ. Часть из этих программ конкретно, скажем так, ориентирована на подготовку педагогов для условий инклюзивного образования. То есть ежегодно только по заказу Министерства образования и науки Пермского края более 600 педагогов проходит обучение по этим программам. Всегда тематика согласовывается, идет мониторинг востребованных тем, и именно эти темы уже идут как, скажем так, государственный заказ. Я надеюсь, я ответила. Спасибо. Да, спасибо, Ольга Рухна. Спасибо большое. Двигаемся дальше. Слово для выступления предоставляется Петерсон Людмиле Георгиевне, научному руководителю Института системной деятельности педагогики, доктору педагогических наук, автору концепции замечательных учебников по математике для дошкольников начальной основной школы, в частности, программ по математике «Ступеньки учиться». И должен сказать, что эти учебники пользуются большой популярностью и среди учителей, и в Республике Башкортостан тоже находит широкое применение, поэтому с большим удовольствием слово, Людмила Георгиевна, вам. Тема доклада – формирование навыков 21 века и готовности к саморазвитию в образовательной системе «Учусь учиться». Пожалуйста. Людмила Георгиевна, микрофон включите, пожалуйста. Спасибо, уважаемые коллеги, я всех приветствую. Я продолжу контекст сохранения традиций в инновациях, которые задали Салават Талгатович и Аида Васильевна. И как учитель математики на французском языке, спасибо, Альфис Суфиянович, мне было очень приятно понять, что я в тренде современном нахожусь на язык. Я попытаюсь раскрыть практический аспект, рассказать о том, как в нашей образовательной системе «Учусь учиться» мы пытаемся практически решать вопросы формирования навыков 21 века с позиции сохранения лучших традиций. Начну с известной мысли о том, что деятельностные умения и способности формируются только в деятельности. Вот на практике это замечательная мысль, которую все уже восприняли, конечно же, означает кардинальные изменения типа обучения, переход от объяснительного типа к деятельностному. И надо понять, что мы пока находимся в самом начале этого пути, а это принципиально важно, потому что проблема не решается без этого. Очевидно также, что передать другому можно только то, что есть у тебя самого. И мы, нынешние, да, взрослые, оказались в той ситуации, что нам надо передать детям культуру саморазвития, которую в нас не выращивали, да, как вот замечательный Тихонов-Мельников в нашем любимом фильме «Доживем до понедельника» говорил, а что у нас есть, что отдать? Поэтому нам самим сегодня надо очень сильно себя изменить
и начать, наверное, с вопросов, с ответов на вопросы, чему учить, как учить, с помощью чего учить, как подготовить педагогов к этому типу обучения. Вот меня спрашивают про дистанционное обучение. Значит, без вот формирования этих навыков 21 века мы не можем проводить дистанционное обучение, потому что самостоятельность, ответственность, умение учиться – это как раз те качества, без которых это дистанционное обучение состояться попросту не может. Так вот, чему учить? Значит, что означают вот эти самые термины? Умение учиться, саморазвитие, коммуникация, цель – это что такое? Конечно же, сегодня уже существует много эмпирических определений этих понятий, но их много, и на чем остановиться? Мы в своей образовательной системе приняли теоретический подход. То есть мы берем формулы из методологической версии теории деятельности ММК, ММПК. И мне очень радостно, что Исаак Давидович ученик Георгия Петровича Щедровицкого. Мы работаем с Олегом Сергеевичем Анисимовым, тоже учеником Георгия Петровича. И, собственно, эти формулы мы используем, педагогические формулы, мы переводим в педагогику и используем их так же, как используют формулы корней квадратного уравнения при решении квадратных уравнений. Вот одним из таких корневых понятий является, следующий кадр, пожалуйста, рефлексивная самоорганизация, или, как методологи говорят, рефлексия. Значит, о чем говорит эта формула, чему она учит? О том, как преодолевать эффективно затруднения. Вот если мы столкнулись с трудной ситуацией, выполняем некое действие 1, стрелочка на вот этой схемке первой зелененькой, встретили затруднение 2, красная палочка, то для того, чтобы эффективно его преодолеть, надо начать правильно думать. Вот стрелочка 3 выходит как раз в пространство мышления, это оно обозначено овалом, и вопрос в том, а как правильно? А правильно надо не искать того, кто виноват, а надо искать причину и устранять то, что мешает нам двигаться вперед. Вот этот метод движения через устранение причин затруднений Гегель называл неограниченно всеобщим, абсолютно бесконечной силой. Это ключ эффективности. И этот ключ задает и такие понятия, как самоизменение, саморазвитие. Значит, если при выполнении действия человеку потребовалось, как говорят методологи, способиться, то есть самому принять решение о том, что ему нужны новые знания, умения, и суметь их добыть, то тогда он становится учителем самого себя, то есть он умеет учиться. И вот мы видим, что это умение учиться фактически основано на рефлексивной самоорганизации, и с него надо начать тогда обучение детей. Если же в процессе выполнения действия потребовалось, читаю одновременно замечание, не дочитала до конца, озвучьте потом, просто не видно всего того, что в чате пишется. Если в процессе выполнения действий человеку потребовалось уже изменить свои способности, развить какие-то личностные качества, то мы говорим о саморазвитии. Поэтому вот эти методологические схемы ясно показывают структуру понятий, связь между ними. И дают, с одной стороны, критерии, а с другой стороны, основу для ответа на вопрос, а как обучать, для построения педагогических инструментов. И очевидно, что эти инструменты должны быть основаны на методе рефлексивной самоорганизации. Поэтому наша технология деятельностного метода, она, с одной стороны, погружает детей в РСО, начиная с дошкольной подготовки, вот с этих самых ступенек и игралочек, вот игралочка – это уже более современные книжки, программ дошкольного образования, и вплоть до 9 класса. И таким образом на каждом уроке дети выполняют вот весь комплекс тех универсальных действий, которые требуют от нас в ГОС. А перевод этих действий на язык детей позволяет им выполнять это осознанно.
В системе «Учусь учиться» создан необходимый педагогический инструментарий, который вот реализован в непрерывном курсе математики, разветвленное методическое обеспечение. Часть его можно бесплатно скачать на сайте нашем. Вот. Однако лет 15 назад мы осознали, что даже вот системное выполнение этих универсальных учебных действий на уроках не позволяет полноценно сформировать умение учиться и вот эти самые УУД, о которых мы говорим. Дело в том, что любое метапредметное умение формируется точно так же, как и предметное. И значит, не только на уровне опыта формироваться, а еще и проходить через ступенечки знания, метазнания, да, об универсальных действиях, применение этих знаний, самоконтроль, коррекция, и уж только после этого контроль. И вот схема самоизменения показывает, что эти знания не могут формироваться на предметных уроках, нам нужны метапредметные уроки. Вот создан лет 15 назад метапредметный курс «Мир деятельности», который дает эту систему знаний о том, как учиться. Следующий кадр. Он отвечает на актуальные для детей вопросы. Кто я, какой я, зачем мне учиться, как мне учиться, как мне быть успешным, как поверить в себя, как мне общаться. То есть те аксиологические ценности, о которых говорила как раз Аида Васильевна. Курс «Мир деятельности» полноценно методически обеспечен, и все методические материалы для учителя необходимые есть, вплоть до презентации и для детей, там, и, в общем, ну, не буду все перечислять, все методические материалы для учителя также можно бесплатно скачивать на нашем сайте. Следующий кадр. Ну и, собственно, этот механизм, который практически реализуется в нашей системе, да, не только в учебниках, но вот в этой всей педагогической системе, он следующий. Вот, собственно, как мы учим учиться. Первичный опыт с помощью вот этой ТДМ мы задаем на уроках математики, на занятиях по математике, начиная с дошкольной подготовки. Затем дети приобретают знания о способах выполнения надпредметных действий в рамках курса «Мир деятельности». Затем уже на уроках математики шаг за шагом они осознанно применяют эти знания, и только после этого мы задаем систему контроля универсальных учебных действий, автоматизированную, которая, собственно, и позволяет нам все это измерить. Следующий кадр. Ну вот, собственно, здесь представлена картинка. Это все самое главное, что мы даем эти инструменты учителю. То есть они, вот эти теоретические разработки остаются не отдельными какими-то нашими размышлениями, пожеланиями и так далее. Они переведены в практическую плоскость, и учитель на каждом уроке имеет возможность это все реализовывать. Следующий кадр. Понятно, что в этой системе педагог должен пройти очень длинный путь своего саморазвития для того, чтобы осваивать этот инструментарий. Мы предлагаем широкий спектр возможностей для учителя, и все начинается с того, чтобы ему было интересно, чтобы у него загорелись глаза с мотивацией. Без мотивации учителя никакого деятельностного образования у нас в школах не будут. Следующий кадр. И чтобы вовлекать педагогов в саморазвитие, мы вот создаем эти технологии, которые позволяют им шаг за шагом проходить ступенечки вот это освоение культуры, навыков 21 века. И вот здесь, конечно, индивидуальные формы очень важны, и стажировка, и патронат, и творческие лаборатории, и профессиональные конкурсы учительские. И, Ольга Руховна, спасибо большое, мне вот очень захотелось с вами сотрудничать по поводу вот этих норм методического сопровождения. Сегодня это принципиально важный вопрос, который должен решаться и в университетах, и в институтах развития образования. Следующий кадр, конечно, вот хочется рассказать там обо всех лабораториях, я приведу только один пример, который, когда мы рассказываем учителям, у них у всех загораются глаза. Мы
это хотим, нам это надо. Ну вот наш новый проект «Олимпиадная математика». Цель проекта – построить модель выращивания математических способностей у детей с 1 по 9 класс общеобразовательной школы. И здесь столько много красивых педагогических идей, и непрерывность, достаточная полнота, и вот эта системность, и связь со Всероссийской олимпиадой школьников, и связь с уроками математики и так далее, и так далее. И вот эти новые технологии, задачи дня, математический театр, которые интересны детям и интересны учителям. И только через интерес учителей мы можем их вовлечь вот в освоение этих методологических схем и в методологическую школу. Следующий кадр, пожалуйста. Все инновационные проекты института укладываются в рамки федеральных и международных исследовательских проектов. Вот один из новых проектов – механизм как раз сохранения лидирующих позиций Российской Федерации в области качества математического образования с сохранением традиций. А за счет чего сохраняется традиция? Дело в том, что в технологии, которую я показывала, там не только вот этот выход в рефлексивную самоорганизацию, а заложены все этапы гальперинской теории, которые позволяют сохранять, то есть добиваться полного и глубокого усвоения знаний. Вот вторая федеральная площадка посвящена технологии повышения качества общего образования в школах с низкими результатами обучения. И вот уже 4-й год идет эта работа, и мы нарабатываем механизмы перевода школ с низкими результатами в эффективный режим. Следующий кадр. Значит, инновационная вся эта деятельность проходит в рамках инновационной методической сети, объединяет тысячи педагогов и сотни образовательных учреждений дошкольного, начального и общего образования из 57 субъектов Российской Федерации. Мы предлагаем много разных событий, много разных проектов. И вот завтра будет одно из этих событий, как раз задача дня. Мы всех приглашаем и на это событие, и приглашаем к сотрудничеству. Спасибо большое за внимание. Там были вопросы, я не все успела прочитать. Спасибо, Людмила Георгиевна. Сейчас вопросы мы озвучим, но прежде всего спасибо огромное вот за ваши такие секреты мастерства и уникальную технологию. Я думаю, что, если вы позволите, мы обратимся обязательно с предложением взаимодействия не только по линейке начального образования, но и по развитию математического образования, подготовку учителей математики сегодня в республике. У нас традиционно сильная, сейчас приходится констатировать, она еще остается школа исследовательская, есть институт математики УНЦ РАН, но есть проблемы. И вот очень бы хотелось вашу методику применить для отбора талантливых детей, сопровождения и, конечно, работы с учителями. Спасибо. Юлия Исмагиловна, вопрос, Вы знаете, да, просто отвечая тоже на этот вопрос, мы сейчас строим как раз центры качества математического образования. Вот у нас только что проект начался в 2020 году, и уже 96 центров качества математического образования мы открыли в 57 регионах. Мы с удовольствием будем работать с Казахстаном. Спасибо, Людмила Георгиевна. Да, Маслович абсолютно прав. Ваша методика вызывает интерес не только у представителей начального образования, однако именно их вопросы мне хотелось бы в первую очередь озвучить. От Мешковой Людмилы вопрос. Дистанционное обучение внесло изменения в систему образования всех стран мира. Каким образом оно отразилось на вашей методике? Мы разработали методические рекомендации. Дело в том, что те методики, которые мы предлагаем, и те качества, которые ученики нарабатывают в рамках нашей системы, они очень помогают этому дистанционному образованию. Потому что способность самостоятельно выполнять действия, ставить перед собой цели, это вот не пустые слова, а это то, что выработано у детей в процессе вот этого непрерывного нашего образования. И, конечно, переход в среднюю школу – это ключевое значение имеет, потому что дети просто существуя в одной парадигме, переходя в другую, для них это очень большой стресс, и, конечно, надо сделать все, чтобы этого не было. Спасибо огромное, Людмила Георгиевна. Двигаемся дальше. У нас, уважаемые коллеги, давние связи с Казахстаном, потому что педагогический университет входит в университет ШОС по направлению педагогика. Мы реализуем совместные программы магистратуры по педагогике и реализуем программы академического обмена. И не могу не сказать, что наш давний партнер
с которым мы долгие годы поддерживаем связи, развиваем эти взаимоотношения, это Евразийский национальный университет имени Гумилева. Во-первых, огромное спасибо за сотрудничество, я бы хотел вот здесь сказать. И с удовольствием предоставляю слово заведующей кафедрой социальной педагогики и саморазвития, кандидату педагогических наук Сламбековой Талкын Сламкуловне. Тема доклада – подготовка будущих педагогов к работе с детьми с особыми образовательными потребностями. Пожалуйста. Рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Қазақстаннан сіздерге жалынды сәлем. Уважаемые коллеги, добрый день, здравствуйте. Я очень рада действительно сегодня участвовать на сегодняшнем конференции, организованной нашим вузом-партнером, Башкирским государственным педагогическим университетом имени Акмулы. Вы, да, Алмаз Флюрович, действительно, вы правы, мы сотрудничаем с вашим вузом уже 2012 года. В этом году мы собираемся выпустить уже 7-й выпуск именно магистров образования по специальности педагогика и психология. Мы очень рады действительно сотрудничать с вами, где работают наши великолепные кадры, компетентные: Зулькиза Исмагиловна Исмаилова, Венера Фаритовна Бахтярова, Люция Вансетовна Вахидова, Ирина Геннадьевна Баранилова и другие наши соратники. Желаю действительно сегодняшней конференции всем участникам плодотворной работы. Тема моего доклада – это подготовка будущих педагогов к работе с детьми с особыми образовательными потребностями. Сегодня инклюзивное образование в научном психолого-педагогическом пространстве занимает действительно особое место, как мы все это знаем. Инклюзивное образование – это реальность сегодняшнего дня. Актуальным стоит вопрос создания необходимой системы, в которой дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, социальных, этнических, экономических и других особенностей, включены в общую систему образования. Долгое время, как и в других странах, так и в нашей стране, для детей с особыми образовательными потребностями единственной возможностью было получение образования в специальных школах. Общество приходит к мысли, что долгом человека является создание условий для каждого индивида стать полноправным ее гражданином. Это привело к изменениям отношений государства к детям с особыми образовательными потребностями, которые заключаются в обеспечении их право на получение образования на равных условиях с нормально развивающимися сверстниками. В настоящее время, следующий слайд, если можно, в настоящее время в Республике Казахстан создана нормативно-правовая база, где определяются экономические и организационные условия обеспечения социальной защиты, регулирующие включение детей с ООП в общеобразовательный процесс, где предусмотрены наши принципы равных прав на образование всех детей. Также, предпринимая последовательные шаги, следующий слайд, пожалуйста, последовательные шаги в движении от равных прав к равным возможностям, в доступе к качественному образованию для всех, правительство Республики Казахстан в государственной программе развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы определило в качестве одной из важных задач развития инклюзивного образования. В результате реализации программы в Казахстане было выявлено рост детей с особыми образовательными потребностями, которым необходимо инклюзивное образование. В 2017 году в общеобразовательные школы ходили 66 детей с ООП, а в 2018 году уже 61 336 детей. В национальной образовательной базе данных указаны созданные условия для инклюзивного образования, увеличение 20% детских садов, в 60% общеобразовательных школ и в 30% учебных заведений технического и профессионального образования. К концу 2019 года, по данным Министерства образования Республики Казахстан, для инклюзивного обучения приспособлены еще 30% детских садов, 70% школ и 40% колледжей. Таким образом, как мы видим, интенсивное развитие инклюзивного образования в стране требует обновления содержания профессиональной подготовки будущих специалистов системы образования. Сегодня продолжением работы по сопровождению детей в инклюзивной среде
с особыми образовательными потребностями стала государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы, которая направлена на обеспечение соответствующими специалистами школ и колледжей. Также в профессиональном стандарте педагога Республики Казахстан предусмотрено обновление квалификационных требований для педагогов, работающих в условиях инклюзивного образования, для учителей-предметников, для педагогов-ассистентов и для других педагогов. Современный педагог, как мы видим, действительно сегодня должен быть многофункционален, обладать достаточным уровнем компетентности, быть готовым включиться в любую научно-исследовательскую и методическую деятельность не только в теории, но и на практике, который, в свою очередь, ставит перед будущими педагогами трудноразрешимые задачи. В связи с этим возникает у нас вопрос, какие шаги должен принять вуз при подготовке педагогов, социальных педагогов, учителей-предметников к работе с детьми с ООП. Следующий слайд, пожалуйста. Профессиональная компетентность, как вы уже сами знаете, я зачитывать не буду. Дальше ученый Мувкибаева, казахстанский ученый, в своих исследованиях отмечает о необходимости формирования у будущих педагогов профессиональных компетенций по адаптации требований ГУСО и программного содержания по школьным дисциплинам в соответствии со специфическими особенностями и имеющимися возможностями каждого ребенка, с нарушенным развитием, применению конкретных методов организации индивидуализированного обучения и подбору критериев его оценивания, построению продуктивного межличностного взаимодействия с нормально развивающимися детьми, созданию дидактических материалов, обеспечивающих успешное обучение и развитие детей с ограниченными возможностями развития. На следующем слайде сегодня что такое профессиональная подготовка в ВУЗе. Мы все занимаемся именно профессиональной подготовкой. Это процесс овладения системой специальных знаний, общими специфическими умениями, навыками для творческого выполнения профессиональной деятельности. А готовность – это интегративное, профессионально значимое качество будущего специалиста, то есть результат подготовки. Таким образом, отличительной особенностью подготовки будущих педагогов в условиях инклюзивного образования является ориентация на компетентностный подход, в соответствии с которым ожидаемым результатом образовательного процесса является не система знаний, а навыков, а набор ключевых компетенций. Но подготовка будущих педагогов требует от вуза методологического совершенствования и стратегии профессиональной подготовки в научно-методическом становлении. В связи с этим в настоящее время назрела необходимость решения указанной проблемы каждым конкретным вузом с учетом его возможностей. Как вы все знаете, наш вуз, Евразийский национальный университет имени Льва Николаевича Гумилева, является национальным университетом и универсальным университетом. Вуз наш не является педагогическим университетом, но мы готовим специалистов по направлению педагогические науки, образования. Следующий слайд, пожалуйста. Это такие как иностранный язык, два иностранных языка, дошкольное воспитание, обучение, русский язык, литература, казахский язык, литература, социальная педагогика, самопознание, педагогика и психология, информатика, образование, математика, образование, география, образование, физическая культура и спорт. При составлении образовательной программы мы учитываем социальные потребности и требования общества. Одним из них является умение работать в инклюзивном классе. Значит, современному обществу нужны универсальные педагоги. С целью подготовки к работе с детьми с ООП преподавателям кафедры социальной педагогики, самопознания разработана типовая учебная программа по дисциплине инклюзивное образование для подготовки специалистов в высшем образовании, бакалавров по направлению педагогические науки на 5 кредитов, где часы составляют 225 часов. Данная программа построена с учетом развития профессиональных компетенций педагогов, осуществляет педагогический процесс в условиях инклюзии, учитывая разные образовательные потребности учащихся и обеспечивая включение ребенка с ООП в среду общеобразовательной организации, создавая условия для его успешной социализации, развития, обучения
и воспитания. Основной целью курса «Инклюзивное образование» является формирование динамичного, эффективного будущего специалиста, готового к профессиональной деятельности. Также, следующий слайд, пожалуйста. Также в структуру образовательной программы 6В01 педагогические науки введены несколько дисциплин. Как вы видите на слайде, у нас, как я говорила выше, мы готовим именно несколько образовательных программ по направлению образования. Здесь вы на слайде видите все педагогические направления образования, они изучают дисциплины, адаптация программного содержания для детей с особыми образовательными потребностями, где здесь расписано, на слайде видно компетенции и результаты обучения, ИКТ в инклюзивном образовании. И третья дисциплина – методика обучения детей СОП в условиях инклюзивного образования. Все эти три дисциплины даются на выбор, студенты сами выбирают, отводятся они изучают эти дисциплины на третьем семестре, количество кредитов 5. И далее социальная педагогика, самопознание, образовательная программа у нас тоже есть, как я говорила выше. Они изучают дисциплину инклюзивное образование. На основе составлены нашими преподавателями типовой программы. На 5 семестре количество 5 кредитов, тоже компетенция и результаты обучения на сайте представлены. Дошкольное воспитание и обучение. Они изучают дисциплину сравнительное инклюзивное образование на 5 семестре, и 5 кредитов отводится. И дошкольное воспитание и обучение, методика воспитания детей дошкольного образования СОП на 4 семестре 5 кредитов. Тоже мы предложили вам содержание дисциплины у вас на экране. Также на прием 2021-2022 учебный год планируем ввести элективный курс тьюторства в образовании, который непосредственно будет сопровождать детей СОП в течение всего учебного дня. Но при этом, конечно, всем нам необходимо помнить, что работа со студентами должна носить не разовый, а системный характер и охватывать все виды их деятельности. Также на кафедре у нас действуют кружки, студенческие научные кружки, студенческие клубы, где в этих студенческих научных кружках обсуждаются, пишут студенты по проблемам инклюзивного образования проекты, статьи, где результаты научных исследований представляются на международных республиканских научно-практических конференциях. В рамках клуба «Руханият» студенты посещают детские приюты, где занимаются волонтерской деятельностью, посещают образовательные и инклюзивные учреждения, общаются с воспитанниками, проводят различные мероприятия. Мы думаем, что то, что делается по инициативе студентов, в дальнейшем им пригодятся именно профессиональной деятельности. Таким образом, с целью подготовки студентов к работе с детьми СОП в условиях вуза, анализируя имеющий педагогический опыт, мы пришли к мнению, что необходимо создавать целостную систему, обеспечивающую не только теоретическую готовность будущих специалистов к работе, но и практическую деятельность. Разработать и внедрить в образовательные программы новые элективные курсы, направленные на подготовку будущих педагогов к работе с детьми СОП, открыть психолого-педагогическую лабораторию, подготовка специалистов к работе с детьми с расстройством аутистического спектра, сотрудничество с коррекционными кабинетами. Мы работаем, но хотим еще далее продолжить, совершенствовать наше сотрудничество с ними. И организация профессиональной практики в коррекционных учреждениях, тоже с ними работаем и далее хотим тоже работать и совершенствовать. Спасибо, Талкин Исламкуловна. Спасибо большое. Вопрос, пожалуйста, Ульхас Магиловна. Талкин Исламкуловна, такая подготовка волнует почти все профили и нашего института. Один уточняющий вопрос для вас. А какую роль вы отводите взаимосвязи родителей и педагогов в работе с детьми с особыми образовательными потребностями? И как вы готовите к этой работе у себя в вузе? Да, вопрос очень актуальный. Мы тоже в этих, которые рекомендовали курсы же с детьми, мы еще хотим создать, как я говорила,
открыть психолого-педагогическую лабораторию. В этой лаборатории одно направление имеется именно работа с родителями. У нас одна защитилась доктор PhD на кафедре работы Тасир Каратаевна. У нее диссертационная тема именно работа с детьми, работа с родителями детей с расстройством аутистического спектра. Хотим эту работу тоже взять на руки и в дальнейшем вот это в перспективе, да, мы будем с родителями работать именно в рамках этой лаборатории. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, вопросов очень много, и не все нам в связи с лимитом времени удается вот озвучивать, но есть возможность ответить, в принципе, на полях нашего мероприятия, в чате, и я надеюсь, что будет эта возможность также обсудить персонально. Слово для выступления предоставляется профессору кафедры социально-педагогических дисциплин Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова, доктору психологических наук Кукубаевой Асие Хайрушевне. Тема доклада «Психологические основы инновационных подходов в системе образования». Пожалуйста. Просьба включить микрофон. Теперь слышно, да? Мы вас слышим. Мин Башкортостандан коллегаларын салямляп, Казахстан берене салям. Я приветствую коллег из Башкортостана, передаю привет из Казахстана. В современном обществе ставится задача модернизации системы образования, которая невозможна без инновационных подходов. Сегодня роль образования очень актуальна, неоспорима, особенно в современных условиях развития глобализации и рыночных отношений. Следующий, пожалуйста. Инновационным... Следующий слайд, пожалуйста. Инновационным можно назвать образование, которое способно к саморазвитию и которое создает условия для полноценного развития всех участников. И важным аспектом изменения в образовании является как раз реализация личности в деятельности с позиции использования психологических знаний. Следующий. Современный период. Инновационные изменения идут по таким направлениям, как формирование нового содержания образования, разработка и реализация новых технологий обучения, создание условий для самоопределения личности в процессе обучения и изменения в деятельности, в стиле мышления обучающихся, изменения взаимоотношений между ними. Следующее. И в настоящее время инновационные подходы к обучению направлены на развитие индивидуальности, на развитие потенциальных возможностей активных субъектов изменений, которые способны именно к самостоятельной реализации деятельности. Следующий, пожалуйста. Основными направлениями развития российского образования являются процессы диверсификации, интернационализации и индивидуализации. Так вот, для успешного перехода к инновационной деятельности особую значимость приобретают изменения в мотивационной сфере человека. Следующий. В условиях гуманизации образования актуальной является проблема саморазвития личностью своих способностей. Становление личности происходит в таких сферах, как деятельность, общение, самосознание. Если говорить о деятельности подходе, он является основой развивающего обучения. Следующий. В процессе общения наблюдается расширение социальных связей индивида с внешним миром, и развитие самосознания означает становление в человеке образа его «я». И что очень важно, в этом присутствует оценочный личностный момент. Следующее. Осознание себя как самостоятельного, творческого и ответственного субъекта в процессе овладения им социально-ценностными сферами жизни были еще предметом исследования Сафина. Так вот, его идеи получают дальнейшее свое развитие в исследованиях психологов.
То есть самоопределение рассматривается здесь как осуществление и самореализация через самооценивание, саморегуляцию в процессе практической и теоретической деятельности. Следующий. Самообразование сегодня является ведущим мотивационным фактором, и сущность его заключается в том, что образование ориентировано на потенциальные возможности человека и их реализацию. Следующее. Существует несколько типов ориентации человека в окружающем мире. Это потребности, ценности, творчество. Если говорить о потребностях, они активизируют человека, стимулируют его поведение. А содержательная сторона отношений человека к окружающему миру как раз и является ценностной ориентацией, которая отражает ценностное отношение к действительности. Следующее. Если говорить об ориентации на творческое преобразование, это уже говорит о сформированности ценностных ориентаций личности, о побуждении к самой деятельности. Следующее. Личностное начало творчества было выделено еще Вернадским и представлялось как ноосфера, суммирование творчества личностей. И вот развитие науки, образования является как раз решающей силой развития человека в целом. И тоже, что очень важно подчеркнуть, что ноосфера, она пронизана личностно-мотивационной активностью человека. Значит, главной особенностью инновационных подходов в обучении является образовательный результат творческой деятельности. Следующее. В век информации нам все больше необходима обновленная система образования. Требуются новые подходы, новые способы мышления, новое мировоззрение. И это, другими словами, если говорить, развитие направленности молодежи. Но этот момент связан с развитием мышления, в частности, креативности мышления, было уже сказано предыдущими выступающими. Следующее. Эмоциональный интеллект. Он показывает способность человека к распознаванию своих и чужих эмоций, к управлению своими эмоциями. И вот одно из проявлений эмоционального интеллекта как раз является умение человека адекватно оценивать собственные возможности и ограничения, максимально эффективно использовать свои сильные стороны. Эмоциональный интеллект предполагает формирование адекватной самооценки и позитивного образа «я». Следующее. Одним из важных понятий в становлении личности является создание формулы победы, действительно способной к достижению, то есть наличие вербально-лингвистического таланта, дара межличностного общения способствует все дальнейшему достижению успеха в жизни. Вот если прокомментировать это на примере того, что делается у нас в Казахстане, то на первом курсе у нас внедрен модуль по 4 предметам: политология, социология, философия и психология, буквально по всем специальностям. И уже с первого курса мы поднимаем перед бывшими школьниками, первокурсниками, мы поднимаем вопросы как раз развития коммуникативных навыков, о достижении успеха, о карьерном росте и так далее. То есть эти вопросы уже реально ставятся перед молодежью, и мы это рассматриваем на наших занятиях. Следующее. Итак, психолого-педагогическими основами инновационной деятельности являются индивидуально-психологические признаки личности, особенность ее эмоционально-смысловой сферы, мышления, эмоционального интеллекта, развитие коммуникативной компетентности для достижения успеха в жизни, овладение инновационными методами. Следующее. Процесс образование будущего специалиста – это не только формирование профессионально значимых знаний, умений, но и личности учителя-педагога. Следующий. И вот в ракурсе данного вопроса, следующий, пожалуйста, очень важное место занимает непрерывное повышение квалификации, профессиональная подготовка.
который решает вопросы личностного роста, удовлетворения потребностей в самореализации и самоактуализации. То есть очень большое значение в современных условиях приобретает мобильность педагогов среднего и высшего образования. Следующее. Одной из главных задач обучения является формирование концептуальной модели национального образования. Предыдущий, пожалуйста. И вот это формирование концептуальной модели национального образования, оно требует постоянно развития самого образования. И вот эта вот тенденция в образовании, она как раз и определяет его национальную направленность. Следующее. В основе государственной политики Казахстана в области образования положены известные принципы, учитывающие мировой опыт, практику отечественного образования, национальную специфику. Эти направления, эти приоритеты, они отражены в стратегии Казахстан-2030, Казахстан-2050. То есть целью этих образовательных программ является адаптация образования к новой социально-экономической среде. Следующее. Как справедливо было отмечено первым президентом Казахстана Назарбаевым, сегодня мы стоим перед задачей создания интеллектуального общества, подготовки интеллектуальной элиты страны. Без образованных людей, без развитой науки наша республика не будет иметь перспективы. Действительно, очень злободневные слова. Следующее. В поисках перспектив развития эффективной национальной системы образования педагогическая общественность республики обращается к ее истокам, идеалам народной педагогики, наследию педагогов-просветителей. И разработанная стратегия этнокультурного образования в нашей республике направлена на реализацию этнокультурной идентичности народа. Но, с другой стороны, важна государственная интеграция усилий всех этносов, проживающих в данном государстве. Следующее. Развитие глобальных процессов сказывается на мировом образовательном пространстве. Постепенно начинает реализовываться стратегия образования, которая способствует формированию единого регионально-глобального процесса. Появляется необходимость в глобальном знании, источником которого являются результаты исследований тех процессов, которые характерны для науки и образования. Свидетельством этому являются как раз те интересные исследования, о которых сегодня говорили предыдущие выступающие. Следующее. В свете данной парадигмы выдвигается идея опережающего образования, позволяющего предвидеть пути развития будущего и способствующего формированию ноосферного сознания человека и человечества в целом. Продвижение к этой цели возможно в случае кардинальных изменений ценностных ориентаций формирования ноосферного интеллекта. Следующее. Становление новых общественных отношений зачастую происходит на сложном социально-психологическом фоне. В условиях переоценки социально-экономических и идеологических приоритетов подвергаются серьезному испытанию личностные мотивы поведения и деятельности и социальные ценности. То есть действительно наступает время, когда мы должны анализировать и продвигать в жизнь те новые, как мы сейчас говорим, инновации, те преобразования в системе образования. Следующее. Ихтибар өсөн рахмет білдіремін, ижати нуштар тлябес. Я благодарю за внимание, желаю всем творческих успехов. Спасибо. Спасибо, Асия Хайрушевна. Надеемся на развитие тоже партнерских взаимоотношений с вашим вузом, с вами. Уважаемые коллеги, есть предложение в связи с лимитом времени. Доклад Надежды Степановны Сытиной, заведующей кафедры нашего университета, профессора, перенести в секции. Она не возражает. Что касается презентации, то мы, коллеги, обязательно вам предоставим ее презентацию. И если позволите, я буду завершать наше мероприятие. Мы немножко выбились из регламента, и у нас будет возможность продолжить общение на площадках секции. Их 7. С 2 часов они начнут работать. Что, коллеги, хочу сказать. На мой взгляд, у нас состоялся очень продуктивный разговор. И действительно,
не только высокий теоретический уровень был нашей конференции, но очень много практических рекомендаций. И особенно я хотел бы отметить, что на нашей площадке мы наметили возможность сотрудничества и дальнейшего развития наших партнерских отношений. И я очень бы хотел, чтобы действительно уже в формате такой и научно-исследовательской, образовательной деятельности мы обрели в вашем лице партнеров, а вы в нашем лице. Очень были рады, уважаемые коллеги, вашему участию. Хочу вас поблагодарить, пожелать вам здоровья, вашим близким и с наступающим Новым годом, коллеги. Спасибо большое.